Так, вроде бы подключили. Всем доброй ночи. Так. Nasser Büstiküel. Так, мы сейчас узнаем от Ибраима, подключился ли он, и начнем свою работу. Так, прямая трансляция в Телеграме у нас. Вопрос. Муслим. Уважаемые мои друзья, я некоторым ответил. У меня буквально где-то 7-10 дней в личке я не мог отвечать, потому что был бан, были нападения норнийцев, и правила сообщества запрещают отвечать им таким же макаром, как они. Но поскольку это была личная, приватная переписка, я думал, как они пишут, так и им отвечать нужно. Но некоторые термины, которые в Европе считаются, к которым нужно относиться более толерантно, у нас они считаются ниже достоинства. Но так получилось, что, как говорится, меня за это наказали, и в течение 10 дней я в личке не мог отвечать. Буквально сегодня мы смогли уже отвечать всем, кто может. У нас очень давно не было прямых эфиров, почти что месяц. Я прошу у всех прощения. Дело в том, что ряд проблем, и технических проблем, и со здоровьем. Я и сегодня еще до конца не вылечился, поскольку я не люблю различного рода капельницы и иглоукалывания. Получилось так, что народным лечением чуть дольше приходится лечиться. Но, несмотря на это, альхамдулилля, по милости Всевышнего, мы понемножку уже в строю. Сегодня проводим эфир. Это более такое заключительное, наверное, в этом году. Ассаламу алейкум. Мы в сети. Все. YouTube тоже подключен. И мы постараемся подвести небольшой итог. Сегодня я знакомлю вас с новыми. Не с новым, в принципе, этот документ есть. Так сказать, архивном управлении. И думаю, что и в Владикавказе, если есть архивное управление Ингушетии, и Чечни, и в Дагестане, по крайней мере, у нас оно есть. Как мы знаем, вот с этой картой вас ознакомлю, а также мы ознакомим вас с литературой, новым поступлением, то, что задонатили, то, что сами приобрели, купили, достали, которые нам для нашей работы очень важны и нужны. И, конечно же, попутно мы будем отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, что сегодня мы проработаем более позитивно. Если будут запросы, кто-то отправит запрос на Инстаграм, или же выйдет в Телеграм-канал и непосредственно захочет там поговорить, мы их тоже выслушаем и ответим. Точно так же ряд вопросов, которые были направлены к нам в директ, ответим на них. Также последняя встреча, которая была, встреча прошла с блогерами Чеченской Республики. Коротко. Очень много вопросов по данной тематике прислали мне. Не знаю почему, хотя меня там не было. Но раз задали, мы этот вопрос тоже обсудим. Насколько это своевременно, правильно, неправильно и так далее и тому подобное. То есть я, по крайней мере, из того, что я знаю, из того, что я увидел, я кое-какие моменты для себя
подчеркнул, взял, и некоторые люди их и опубликовали, и до меня опубликовали, что, конечно же, очень сильно радует. Вот. Еще раз прошу прощения, если вдруг каким-то образом вас будет выводить из себя мой хриплый голос или одышка, но такова жизнь, когда люди болеют, выбор невелик. Точно так же вопрос по теракту, который прошел в Подмосковье, коротко ответим тоже на этот момент. Всем, кому не лень, я знаю, можно было в тот же день, конечно же, на этот вопрос сразу сделать эфир, но по мне, честно сказать, эти вещи, они немножко мгновенно, когда реагируешь на него, похожи бывают на хайп. Я и в тот же день, хотя одним из первых во время теракта эти новости поступали, были видеоролики, я не стал их закидывать, но поскольку это очень и больно, и матери, и, честно сказать, со своей стороны, хоть и поздно, начать сегодняшний эфир хочу со слов соболезнования братьям-мусульманам, таджикам за преждевременную, так сказать, прерванную жизнь маленького Кабилджона. Да примет Всевышний Аллах его в райских садах. Он-то и так был маленьким. Но по всем тем высказываниям, рассказам, очень милый, очень достойный мальчик, хорошо учился. Да и то, что произошло, конечно же, это я видел много высказываний с точки зрения религии, высказываний, с точки зрения нацизма непосредственно. Вот это вот и есть проявление нацизма, но нисколько не национализма. Поэтому всему таджикскому народу приносим соболезнования, да примет Всевышний Аллах его в райских садах. Да, точно так же матери Кабирджона, только что бы мы ни говорили, сердце матери унять, понять сегодня мало, возможно, всем, кто это обсуждает, но все-таки хочется донести до нее, сказать, чтобы сегодня, поскольку это получилось так, она должна знать одно, являясь мусульманкой, что завтра в судный день, когда мы все станем перед Всевышним, у нее будет очень хорошее ходатайство. Алейкум ассалам. Поэтому это неприемлемо, это фашизм, это бич 21 века, это нацизм. На этом вопросе, как говорится, на этом моменте я хотел бы закрыть данный вопрос. Вина или не вина каких-то там националистических, шовинистических, российских группировок? Конечно же, да. Конечно же, да. Поэтому нужно очень понимать то, что мы транслируем сегодня. Ненависть в социальных сетях, презрение. Вот это приводит, рано или поздно приводит вот к таким трагическим ошибкам. Чтобы этого не было, как раз таки, чтобы не было вот таких случаев, мы сегодня в социальных сетях можем и должны, обязаны, люди должны общаться между собой, разговаривать, избежать такие проблемы, указывать слабые места, указывать, что это неправильно, если это неправильно. В любом случае, нацизм, шовинизм, расизм – это самые большие враги всего человечества. И без разницы, к какой бы национальности они ни относились. Вот. Я на самом деле очень горжусь и горд то, что очень многие общественные деятели, гражданские активисты отреагировали, слова соболезнования, поддержки. Это было хорошо. Вот. Этот вопрос мы, надеюсь, уже закрыли. Всем тем, кто задавал этот вопрос, я ответил. Ну, сразу мгновенно отвечать, по мне, это немножко не моя тема в плане каком. В том, что, мне кажется, когда только такие вещи происходят, сразу человек начинает все там валить из всех стволов, стрелять и так далее. Это не столько бывает порой искренне, сколько для хайпа. А такие вещи я, конечно же,
немножко не приемлем. Вот. Дальше. Продолжаем дальше нашу тематику. Итак, друзья, мы работаем до сих пор, я работаю по этой книге. Очень много документов, пока всего не прочитаешь, конечно же, не поймешь. И очень интересные документы и моменты. Есть уже непосредственно взаимоотношения между осетинскими писателями, те, которые на тот период 90-х годов, как им отвечала интеллигенция Ингушетии. Там есть одни моменты интересные. Ну и, конечно же, эти все моменты наталкивают на очень странные вещи. Вроде бы здесь, в этой книге, все очень четко указывается, и они говорят словами нынешних, сегодняшних чеченцев, где они указывают абсурдность всех этих вопросов. Но с другой стороны, сегодня они используют ту же самую риторику того периода, кто писал или указывает, там прямо есть фамилия, указывает этих же писателей и так далее и тому подобное. Не знаю, как среагировали, кто что сделал еще по данной книге с Осетией, я не могу сказать. У меня есть быстрый вопрос. Мы когда-нибудь жили под властью хасаров? Каких хасаров? Мы не жили. Хазаров, ты хочешь сказать? Если ты говоришь про хазаров, понятие растяжимое. Те, которые жили на плоскостных территориях, они подпадали под их влияние. Почему? Потому что Аланское царство проиграло хазарскому каганату, по крайней мере, в тех источниках, которые у нас есть. Они должны были выставлять туда воинов во время войны хазарского каганата. А хазарский каганат воевал арабским халифатом. Так вот, я об этом много раз говорил и рассказывал, что в данном вопросе мы, к сожалению, были на стороне хазарского каганата, потому что проигрыш был... Аланское царство проиграло хазарскому каганату, и они были под ними. Вот. Башлам Сулейманов пишет, что твой тейп пришел из Шама, Сирии. Ты знал об этом? Сулейманов очень много чего пишет, историк. Вы очень многие пишете, что мы являемся галгаевцами. Когда вам выгодно, мы становимся галгаевцами. Когда выгодно, вы начинаете нас там приписывать терским казакам. Я вот эту статью прочитал. Кстати, я не знаю, твоя она или нет, или под твоим ником она была или нет. Это было очень позорно и стыдно. То есть, если вкратце сказать, ссылаясь на российские источники, они говорят, что варандоевцы, гуноевцы и гашпатоевцы, которые общались с казаками, являются непосредственно их родственниками. Такую ересь. Экшбатуай, как мой тейп, я про свой тейп не рассказываю, потому что это как-то некрасиво. Как и одним из первых гуноевцев, варандоевцев и те же арстхоевцев, которые жили на левом берегу Терека, обладали большими территориями, земельными территориями. До того, как там появились подневольные крепостные с Астрахани, в дальнейшем которых начали называть уже казаками. Терскими, сунжинскими, какими-то то бы не было. Вот. Что касается с Шама мы пришли или нет, чтобы не уходить, а тоже вы говорите, что мы любим уходить от тематики. Нахчмаххоевцы, чтобы ты понимал, многие, в процентном соотношении из нахчмаххоевцев, кажется, если не 90%, они все имеют вот эту легенду, что они пришли из Шама. Якобы, что все они пришли из Шама. Так что, поэтому это для меня, если Ахмад Сулейманов написал у Ахмада Сулейманова про Экшбату, есть еще одна легенда. Я ее рассказывал о том, что Мука, Экшбат, Экшбату и Цеси три брата. Об этой легенде тоже написано. Про каждый тейп очень много чего написано. Точно так же есть официальные документы, где Экшбатой, по милости Экшбатой, которые уговорили галгаевцев спуститься на плоскостные территории, чтобы они жили в плодородных землях. Таким образом они оказались в области Несери.
Это очень любил рассказывать Бузуртанов Руслан. Но он-то ссылался, Руслан, каким ученым является, мы знаем, таким же, как и Артем Плата. Что Руслан, что Артем это одного уровня. Хотя Руслан-то может быть и чуть больше. Вот. Ну, чтобы было понятно, проблема в другом, что хорошо было бы, если бы Экшбатовы были бы галгаевцами, как вы, некоторые ваши, представляют это. Почему? Потому что гаплогруппа Экшбатова есть только очень маленького процента ингушей. И большинство этой гаплогруппы находится именно среди чеченского народа. Валикум ассалам. И кровными по ДНК братьями Экшбатова являются Энгнуай, Вардлуай, Шуануай. Понимаете, вот в чем проблема. Только небольшая часть шунов, которые сегодня остались в Ингушетии, в области Шуани, которую вы знаете, да, они являются нам братьями. Но мы нисколько не являемся ингушами. Еще раз повторюсь, для меня нету никакой проблемы, даже если мы были бы ингушского происхождения. Здесь нету ничего позорного. Вся ваша тупость заключается, вы думаете, что я ненавижу, или у меня есть какое-то презрение или оскорбление к тейпам ингушским, или фамилиям ингушским. Валлахи, биллахи, таллахи. Нету. Абсолютно нету никакого презрения. Я реально считаю нас одним народом, ну, который 250 лет тому назад решил отделиться, стать отдельным самостоятельным народом. Бог в помощь, никаких проблем с этим нету. Это право каждого человека, этноса, стать отдельным народом, если такова есть. Но проблема в другом. То, что вы сегодня, зная, что вы живете, отделились, вы пытаетесь еще непосредственно за счет некогда существовавшего единого народа отколоть части и присоединить их к себе. Вот в чем проблема. А это не понравится никому. Даже двум родным братьям, вот им дали 2 участка, отец. Один отец, одна мать. Одного посадили слева, другого посадили справа. И неважно, слева посадили, он общается со своими соседями. Армянами, осетинами, кабардинцами, кто там по соседству там живет. А чеченцы общаются с кумыками, там, с лезгинами, лакцами, нагайцами. Никакой разницы, кто как по соседству. И какие у них взаимоотношения, это дело каждого человека. Кого любить, кого не любить, это дело каждого человека. И когда какой-то имбецил, умственно отсталый, не имеющий никакого образования, поднимает и говорит, вы нечистые, мы чистые, мы точно так же умеем читать, мы показываем вам книги и говорим, послушайте, вот результат. А вы потом вырезаете, вот он это сказал. Ваш ДНК-проект, то, что ведет Амад, кажется его, да, фамилия Дедигов, или не помню сейчас фамилию. Он выходит со мной на связь, он сделал пост про меня и говорит, вот некоторые утверждают, что ингушский ДНК сказал, что появился первый ингуш в X или в XI веке. Он написал мне через Facebook, а я в Facebook и в мессенджер редко захожу. Я вышел на связь, переписка сохранилась, он это знает, и скрины эти есть. Он начинает говорить, что это не так, что мы появились 3500 лет тому назад. Я говорю, подожди. Всем, кто это не слышал, я это рассказываю. Я говорю, подожди. Я говорю, этот скрин, этот человек, он пишет правду, я ему отправляю. Он говорит, этот человек говорит правду, он говорит. Он говорит, не с нашего самого ДНК проекта ингушского, но он пропагандирует ДНК и вот помогает нам. Я говорю, он написал правду? Он говорит, да. Это данные достоверны? Они говорят, да. Я говорю, я по этим данным? Они говорят, нет. По этим данным только одна фамилия, говорит, одна фамилия происходит 10-11 века. Я говорю, подожди, Амад, ты свой документ даже не прочитал. Там не одна фамилия, которая произошла в X веке. Там 6 фамилий. 6 родов. И эти 6 родов, которые сегодня считаются самыми древними и самыми чистыми, по крайней мере, из их видеороликов. И один появился в X веке, один праотец, а другой появился в XI веке. И там 6 фамилий.
Если эти 6 родов сегодня взять, в общем обобщить, это больше половины населения, грубо говоря, Ингушетии. Это большие рода. Это ваш ДНК-проект, говорит. Не надо обвинять меня. Я там где-то оговорился, дипломированный, дипломизированный, смеются там, внешность и так далее, старость, не старость. Я никогда не гордился и не горжусь тем, что я молодой, красивый и так далее. Нету этого. Речь не обо мне, не моей внешности. Речь о конкретных документах. И эти документы утверждают 10-11 век. Значит, эти 6 родов, которых я не называю, посмотрите на этот документ, и ваш же ДНК-проект, я у него снова спросил, сколько, он говорит, один в 1000 лет, первый праотец, а другой 1150, 1050 лет тому назад. Это получается один 10 век, другой 11 век. По 3 фамилии каждая ветка. Потом я ему отправляю Клесова. Он говорит, не, мы Клесова опровергли. Я говорю, а Клесов знает, что вы его опровергли? Ну, спросите, говорит, мы кому-то туда написали, он ответил, не ответил, я не знаю, и так далее, и тому подобное. Вот в чем проблема. Вот в чем. Я читаю ваши документы, ваши книги, ваши карты и объясняю. Не нужно, вот сейчас ты залез, я рассказываю о каких-то других вещах, ты зашел и говоришь, Ахмад Сулейманов говорит, что Эхшбатовы произошли из Шама и Сирии. Ахмад Сулейманов не историк, не этнограф. Он исследователь. Все, что он собрал, ДРС, он прекрасную работу провел. Все собрал, я не говорю. Но он записал легенды, все собрал и записал. Такие же легенды есть у Чеха Ахриева. Такие же легенды есть, где ваш ученый собрал еще, когда был ЧГУ, когда студенты ездили в Веденском, Шатойском, на Жиртовском районе. Эти легенды взял, записал и сделал общими чечено-ингушскими. И сегодня вы утверждаете, что это ваша чисто ингушская. Вот в чем проблема. Нету проблемы, если бы люди бы говорили, это вот когда-то наша общая история, сейчас мы живем отдельно, вы отдельно, тогда никаких проблем нету. Мы дзурдзуки, мы кистинцы, как ты можешь быть дзурдзуком, кистинцем, которые появились до Рождества Христова, я говорю. До Рождества Христова, 1-2 век до нашей эры. Бяхну Белыш. Вот, включил вроде бы. И все у вас, когда не совпадает стыковка, я пошел, где-то интервью даю, я зачитываю документы. Этот документ здесь говорит, валейкум салам. Этот документ здесь говорит. В чем проблема? В этой книге. Если эта книга говорят неправда, пожалуйста, опровергните это. Ты ненавистник, ты это, 3-е, 10-е. Башлам, ты смог бы приехать в Ингушетию на открытый диспут с Бузуртановым или Чабиевой? Слушайте, во-первых, не прошло и 7 лет, как мы говорили об этом. 7 лет. Чабиева это вообще новый фрукт, который сейчас появился. Сейчас. На нейтральной территории давайте соберемся, говорили. Мне ничего не надо доказывать. Опять же, твоя проблема, историк, ты говоришь, ты мог бы приехать. Приехать, проблем нету. Тот, кто стоит. Даже на нейтральной территории, давайте встретимся. Вы не можете показать своих лиц. Вы боитесь показывать свои лица. Вот и все. Что касается Руслана, я Русланову точно так же называл имя, говорил. Где? Покажи 4 мечети, которые Ермолов построил. Покажи 4 мечети, где Ермолов построил. В Чечне. Ты говоришь, что мы должны благодарить. Я задавал Бузуртанову и говорил, с какого черта ты сидишь у себя в прямом эфире, ехидной старой своей мордой, оскорбляешь национальных героев, таких как Бойсха Рабиноевского.
якобы зачитая все эти интимные места этого воина. Какое это мужество дает? Я задавал ему вопрос и говорил, где жены Ермолова, которые ты называешь, 3 жены были чеченки, это разве не Руслан говорил? Вы думаете, этих роликов не осталось, не сохранилось, что ли? Они все есть. Танзили, что Танзили? Танзила, во-первых, я не как к женщине к ней отношусь. Она целый доктор, кандидат исторических наук, да? Я сказал, какого черта называть часть моего народа, достойных сынов ногчи народа, Уарстхвай, называть их кочевыми племенами. Даже в кавычках. Зачем? Почему? С каких пор это можно даже на научном называть это, если у тебя нет доказательств прямых? До нее люди, которые писали там, прислали вот эти 94 бумажки в туалет приклеить, которые нужно, прислали, что там называли остхоевцев крысенышами, крысиными мордами, лягушачьими мордами, мышиными мордами. Там проблема была не в том, что они не называли Уарстхой как часть народа. Все это можно закрыть элементарным, простым вопросом. Назови 4 шахара ингушских, которые зыждется вся история. Джерхуай, Вяппи, который вы начали теперь называть Вяппи, или ближние кистинцы. Цорвай, Хамхуай. Вроде бы все, или кто там еще, или Оздой, кажется, тоже там. Нету шахара Уарстхой, и не было его никогда. А часть единого народа ногчи у нас он есть. Я просил только об одном, я говорил, Уарстхой, когда не обобщай и не говори. Если у тебя есть какие-то конкретные претензии, зачем называть их? 150 тысяч валаиш, 200 тысяч валаиш. Мы никогда не называем. Нет в этом ничего даже оскорбительного, если это даже так. Еще, по крайней мере, у них есть такие моменты в истории у Уарстхой, которые Танзили было бы стыдно даже их зачитывать. Что они творили. Но это не мое дело, я не вмешиваюсь. Вот между нами забор, я за забор не лезу. Но когда вы начинаете переходить эти границы, не я должен к вам приезжать. Вот в этой книге великолепная книга. Большая благодарность. Хамзата Умхаева. В поисках национальной идентичности. Для тебя, историк, специально я хочу зачитать один момент. Здесь отмечено он у меня даже. Вот 2 официальных документа. Это всего лишь книга. Книга ни при чем. Вот 2 официальных документа. Один документ, отправленный Академией наук Чеченской Республики, за президентом тогда в то время был Гапуров. Другой президент Академии наук, другой государственное бюджетное учреждение Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахреева. Год, чтобы тебе было понятно, историк, 2011. В 2011 году, 11, кажется, или 12, 11-12 год, нет, это 12 год, 2012 год, прошу прощения. Академия наук Чеченской Республики, я могу зачитать, я думаю, много раз зачитывал, повторяться не нужно. Академия наук Чеченской Республики приглашает научную всю интеллигенцию, не Танзила, это еще в то время от горшка 2 вершка, не Русика, а реальных историков в 2012 году, чтобы договорились между собой, вот ваша, вот историю поставим точки, договоримся вынести какой-то научный вердикт. Что прислали? Спасибо за приглашение, за высокую лесть. Мы не приедем.
Но хотели бы обратить ваше внимание, чтобы вы отреагировали на газете, которая написана в Грозненском рабочем, где ингушей называют там частью и так далее и тому подобное. Где это? Это, то есть, я как ведомство, у меня какое-то ведомство, я приглашаю своих ингушских коллег, точнее, они меня приглашают, я говорю, у вас есть Бузуртанов, у вас есть Абадиев, у вас есть Танзила, у вас есть Артем Плата, и все их поклонники, они оскорбляют чеченский народ, я не приеду к вам на дискуссию. Вот так нужно, так нормальные люди разве общаются между собой? Нет. Вот в чем проблема. Нужно вот эти распри оставлять и встречаться. Если они хотят поговорить, Руслан и Танзила, пускай приезжают, встретимся. Место, круглый стол. Я позвоню, всех подключу. Блогеров, историков, камеры, телевидения, пускай там. Если хотят, без камер, без ничего. Тет-а-тет, встретимся и обсудим. Пожалуйста. Но я знаю, что будет. Я видел, как была встреча, когда приезжали к председателю парламента Даудову Магомеду, приезжал ваш национальный герой, ныне Сереждин Султыгов, и достойный брат Муса Албагачиев. Сказать им нечего было. 5 часов встречи. Какие комментарии писали ваши? Зачем они поехали? Кто их направил? Этот слепой, старый дурак и так далее. Это все сохранилось. Вы оскорбляли их. Знаете, почему оскорбляли? А я вам скажу. Потому что они проиграли. Им нечего было показывать. А у Даудова было целых 10-12 томов доказательств. Приехал ваш общественный деятель. Приехал ваш общественный деятель Муса Зурабов. Встретились. Объясняли, доказали, что у него нету никаких доказательств. Уехал. Нормальный, здравый человек. Ему просто сколько роликов его показывали, где он врет, где он по этой Горской республике выходом Суржинского района его подловили. Эти все моменты я помню. Я знаю обо всем. Я знаю, что происходит на границе с Дагестаном. Я знаю, что происходит на границе с Ингушетией, с Грузией. Я знаю, что происходит в Панкисе, Иордании, в Турции. Я с людьми вживую общаюсь. И не 100-200 лет тому назад. Я больше мухаджирам поверю, чем сказочникам. Ялдарым, как эту книгу Истанги чеченский выступил, написал, 25 лет человек научной деятельностью занимался, собрал, как ваш, не повернется мой язык, человек украл, перевел, сказал, что выпустит, оплатят. Взяли оттуда, сказали, ингушские Истанги выпустили первыми. Тешим Бог сделали этому человеку. Опровергли. Так что многие моменты, какой бы вопрос вы ни назвали, невыигрышное положение. Можно, конечно, сказать сегодня, что данная ситуация, как бы ее исправить, мы должны жить, есть другие проблемы, мы должны жить в Маслаате и так далее и тому подобное. Вот ко мне некий Руслан, его зовут, кажется, да? Ну, я не знаю, Руслан или как его. Он зашел, как его звали-то, а? Ну, он еще вот там рассказывал, что занимался там в Каспийском море, и там, чтобы никто не общался там с ингушскими девушками, не знаю, как-то его зовут. Он вышел, тоже начинает разговаривать. Собор делаешь, мягко мобилыш. У меня проблема с Телеграм. Так.
Das ist unsere Bayern-Theater. Сейчас я подключу. Начинает говорить, приходит, вот конечно же, мне больше всего нравится, когда мне начинают рассказывать Шучар, Хагарубар, Шучар, Вожубар, тем подлым трусом и хечиэльно, я не знаю, как по-другому назвать, это может и некрасиво так звучит, этим носителям штанишек, которые там бегут и говорят, да его никто там не слушает, там мы и сами с ним разберемся, мы на самом деле братья и так далее. Слушайте, люди, которые вам это говорят, никогда сами не являлись и не являются мужчинами. Если у кого-то есть конкретные какие-то претензии ко мне, и он здесь, в этой республике живет, по поводу моей работы, то, что я опровергаю, то, что ложь недопустима, даже между двумя братьями, пускай пристыдит меня изначально, зайдет в эфир. Вот сейчас пятница, суббота, воскресенье, в основном эти 3 дня я делаю прямые эфиры. С 9-10 вечера и до почти что утреннего намаза. Кто запрещает зайти нормально, культурно, без мата, нормально, на родном языке, на русском языке, в Инстаграм, Ютуб, Телеграм зайти, задать эти вопросы. Если он боится показывать свое лицо, не медийный, как вы говорите, зайдет в Телеграм-канал, ссылки он найдет, на Ютуб-канале есть ссылки Телеграм-канала. Через Ютуб зайдет в Телеграм, подпишется, там отправит запрос, я приму. Если он не будет материться, пускай задает вопросы. Я отвечу. Никаких проблем нету. Я никогда никого не блокировал, если человек не матерится, если не переходит на личности или специально провоцирует людей. Пожалуйста, никаких проблем нету. Опять же, приехал один общественник, другой общественник, начали рассказывать про шариатский суд, якобы Дудаев испугался. Огромное количество представителей Совета старейшин чеченского народа, руководители района, руководители парламента поехали, ждали на земле, о которой они говорят, что она является якобы ингушской, хотя в то время Танзила не было. Как кочевники могли там землю владеть? У Танзилы нужно спрашивать. Она же утверждает это. Вот. Опять же, даже если бы об этом писали какие-то ученые, без разницы, именитые, Биржей, Крупнов, я не знаю, Дубровин, называйте кого, Гарипекин ваш любимый, Яковлев, кто-нибудь, если бы даже такое написал, можно было бы это просто. В 21 веке сейчас генетические данные астхоевцев всем видны. Это наша кровь, это чисто наши люди. Ишнохчи бу, галачу аш бубош бучара, галга будешь или отдельно уастху бубовчаться будешь. Но мы никогда их не отталкивали, не обделяли их, не называли их отдельными. Мы все одно единое целое. Да, сидва, да, духбах больше, хаз özde больше, цез гергелохлар, да кидяша, хабалош, да, чоуша, цак амдуто, ашту. Если вы хотите что-то сказать, нажимайте, как всегда, задаете вопрос, никаких проблем нету. Вот такая вот ситуация. Поэтому я абсолютно не вижу никаких проблем в этом. Я понимаю, что, как и любая старая жиру, обделенная вниманием, хочется всегда хайповать за счет брата и так далее и тому подобное. Как вы говорите? Даже не оскорбительно, когда вы говорите брат, мне рассказывает один из ваших представителей. Нас оскорбляет то, что вы говорите, что мы младшие братья. Кто еще из нас младше? И кечится этим. Я тогда говорю, извини, вот ваш ДНК-проект, вот ты, допустим, младше нас. Потому что ногчи не говорят.
И нету ногти ДНК проекте человека, который бы сказал, вот эти фамилии появились в этом веке. Нету этого. Поэтому, если вы пишете, если вы публикуете, мы же тоже не спим. Мы читаем, развиваемся. Сейчас время войны уже позади, иншаллах рахман. Сейчас люди должны быть образованные. Нету никому никакого презрения, оскорбления. Но факты исторические. Вы начинаете, вот где вы были, Бузуртан, ладно, хорошо. Абади Бузуртанов, сейчас у него денежка пришла, он сейчас книги печатает, ему не до выступлений. Вот Джигов Тамерлан Султанович, вот написал вот такую книгу. Непростая книга. И в этой книге, после всего, я даже треть не прочитал здесь, потому что здесь столько воды просто-напросто. Этот человек утверждает, мы вам еще претензии за неразделенное имущество города Грозного после всего с вами решим. Книга написана в этом году, в июле месяце, в марте или в июле месяце. Не 10 лет тому назад. Человек, который это бы не считал, он мог бы из этой книги убрать эти слова. Когда-то, если кто-то там высказался, но есть в этой книге это. Я повторюсь еще раз. Все, что было вместе нажитое от всего этого, остались в Грозном 2 трубы. Одна ваша, одна наша. Нашу мы взорвали, ваша там торчит. Просим приехать срочно, забрать свою трубу и отвезти. Больше ничего от старого Грозного здесь не осталось. Ногчи своим трудолюбием показывают, что они являются истинными строителями башен, восстановили и открывают новые районы. Альхамдулиллах. По милости Всевышнего Аллаха. Нам рассказывать о каких-то вот мы украли у нас камни, это, третье, десятое. Зачем? Карта 41-го года я вам показывал ее. Показывал карту 41-го года. На нем это горные части. Галанчорские, Итумкалинские, Шаройские, Веденский, Ножевертовский, вот эти горные части. За 400 сел у чеченцев. И там в большинстве, не знаю, даже у половины, если по одной боевой башне, если есть, их уже в разы больше. А все селения и северные вместе взятые, я говорю только за южную часть нашей родины. Я посчитал наших братьев, там 70 сел. Есть разница. 400 с лишним сел и 70. И сегодня люди утверждают, вот мы вам строили. Даже если вы строили бы в каждом селе башню, когда бы вы успели построить себе? Откуда такое количество людей? Вопрос не в том, что Горбатова могила исправят. Вопрос в том, что люди задаются вопросами, люди распространяют мифы, ложь, поэтому. Ладно, от одной части вопросов я ответил. Просто поражаешься, шей Давид, Мостах, Нохчи, Амдолшсан. Ну, я уже об этом, про это я вообще молчу. Про некоторые вымыслы, которые... Опять же, никто не застрахован. Я не застрахован от ошибок. Но я признаю и говорю, пришлите книгу, укажите, вот здесь так указано, у тебя так написано, Башлам. Это недостоверно. Пришлите. Я удалю этот пост вообще. В чем проблема-то? Ты оскорбляешь целый народ. Вот приедь сам, если у тебя есть муж. Да вопрос. Ты говоришь не о мужестве. Сядь на машину, приедь, скажи, я здесь в Грозном, хочу с тобой встретиться, доказать тебе. Вот у меня документы, книги. В чем проблема?
Сововьешуцеги. Я не претендую ни на что ваше. Я говорю, к нам не лезьте, наши не трогайте. Вот и все. Это только одна книга. Там есть еще две книги, которые напечатаны. Опять же, раньше, ладно, давайте сейчас я вас ознакомлю быстро, пока люди будут записывать вопросы с новой литературой, которые задонатили и которые нам досталось. Это для нашей работы. Заодно и поблагодарю людей, которые нам помогли с этой литературой. Вот. Огромная благодарность братьям моим, Арстхоевским, Волкам, Акинским, особенно именно по истории. И он настолько до атома своей крови, настолько он любит свой народ, ногчий народ, и гордится, что он эхкой. И, наверное, я не знаю, несмотря на то, что он в более зрелом возрасте, он намного патриотичнее, чем многие наши болтуны, которые называют Ислама Махачева национальным героем, поскольку не знают своих родных. Ладно, давайте быстро сейчас будем отвечать. И мы очень давно ждали, вы знаете, у меня есть книга Лечи Ильясова, который, кстати, мне купил, опять же, задонатил и купил наш брат Арстхоевец, точнее, из Тейпа Мержу. Вот, он. Ну, у меня была, вы знаете, книга, которая назывался «Кодекс чести Онхола». Так вот, и была еще одна книга, «Кодекс чести Онхола», но написанная в Панкисе, ныне покойным Дагештуацу Хасу Хангашвили. Вот эта книга теперь есть у нас здесь. Он был председателем Мехкела, одним из потомков, кто основал селение Дуиси, потомком Дуи, это Дышни. Вот он, чистокровный кистинец, который проживает там, написал, собрав по словам их предков, которые переселились туда в конце 18-го, начале 19 века, адаты нашего народа, и написал вот такую книгу «Адаты Кистин» называется. Но они себя называют кисти, потому что последние 300 лет это грузины так называют ногчи, которые проживают в Грузии. По приглашению переехали туда. И от этого мы и пишем, кистинцы — это часть ногчи народа. Просто грузины называют нас кистинцами, а сами мы называем ногчи себе. Вот такая великолепная книга, которую Хасу Хангашвили написал. Я с ней ознакомлюсь, если коротко оглавление содержания. От редактора, предусловия, старший и младший, то есть как себя должны вести, гости, хозяин, родственные отношения, кровная месть, кистинское правосудие, кодекс мужской чести, брак, развод, наследие, погребальные обряды. Книга состоит из 258 страниц. Есть и прекрасные иллюстрации вот такие, да, чтобы видно было. Огромная благодарность моим пакийским братьям и моему брату Муса, который от сердца оторвав, вот, подарил вот эту книгу. Я давно, тем более она написана на русском языке. А вы знаете, несмотря на то, что они ногчи, они прекрасно владеют английским и грузинским языками. Написать на русском языке сейчас уже целая плеяда. Они знают чеченский, они знают грузинский, они знают английский. Но русский язык, они не сильно с ним дружат, тем более сейчас в Грузии какова ситуация, мы все прекрасно знаем. Так что у нас в русском варианте есть кодекс чести. Обязательно прочитаю интересные моменты, которые отличаются от нас, или мы их утеряли, а они больше сохранили. Какова есть между нами небольшая разница, я обязательно доведу. Послушайте, друзья, чтобы было понятно. Кистинцы — это не просто название, как там грузины нас назвали, нам какое дело, мы сами себе туда. Нет, вы должны понимать, почему сегодня пытаются у чеченцев своровать этот кусок истории, где нас называют кистинцами, где нас называют зурдзуками. Дело в том, что грузинские ученые в своих летописях, в своих исторических хрониках, документах зафиксировали нас как зурдзуки и как кистинцы. Большие кистинцы, которые являлись 18 тысяч
человек и 1300 человек малые кистинцы. Их называют феппи, ныне Ингушетии. Мы их называем веппи. Те, которые в Аухе поселились более в 18-19 веке, они, зная, что они ногчи, до сих пор сохраняют и говорят, что они, вот именно ауховские веппи, они говорят, что они ногчи и никогда от нас не отказываются. Те, которые в Ингушетии, ну, уже дальше говорить не думаю. Поэтому кистинцы это как раз таки о нас, о ногчи народе. Вы должны это понимать. И каждый кусок истории нужно сохранять. Как бы там их грузины не называли, но это наши тейпы. Такие как Нашхуай, Эхки, Тируай, Мелхи, Майствай, Дишни. Халкиловая борешь себя, бишь. Хачруай. Это чисто чеченские тейпы, которые проживают там. И никогда от нас не отказывались. Поэтому история кистинцев, которая записана в Грузии у нас, это история про наш народ. И от этого отказываться не надо. Пошла есть информация, что в Галанчужском районе идут строительные работы, проводят свет, а также интернет. Правда ли это? Если это правда, это хорошая новость. Абсолютно достоверно, в Галанчужском районе, но ты чуть-чуть ошибся. Ты хотел сказать в Серноводском районе. Дело в том, что Галанчужского района это чуть выше. Серноводский район это то, что украли и вернули. В Серноводском районе и в Галанчужском районе вплоть до интернета, газ, свет, вода, все коммуникации проводятся. Насколько ясно, по документации вроде тоже готовится. Дорога прокладывается, кольцевую дорогу, которая полностью прокладывается, огромные деньги тратятся, за этим четким пристально следит и Бехкда, и председатель правительства, они держат кнопку на пульте, и за этим, как зеница ока. Эта часть нашей Родины, она на сегодняшний день почти фактически вся инфраструктура. Там никогда ранее не было газа, не было хороших дорог, это все уже... Сегодня на «Жигулях» можно туда поехать. И люди могут увидеть и Хайбах, трагическое место нашего, и Галанчужское озеро, великолепное, которое нету нигде на Кавказе, такого красивого места, как Галанчужское озеро. Я там был, я знаю, я очень часто там бываю. И для меня это просто лучше и не передашь, насколько это красиво. Так что вот такая книга, у кого нету тоже... Есть место, можно купить и приобрести, так что вот так вот. Потом вот три книги. Поскольку у нас есть любители очень среди нордийцев, которые обожают Дубровина, история войны и владычества русских на Кавказе. Вот. Трехтомник Дубровина. Они очень сильно любят использовать его, особенно когда писать о шейхе Мансуре. Там. Есть у Дубровина, который после смерти шейха Мансура, там, через 50 лет, кажется, он написал, да, свои работы. Писал, что там вырезали из контекста, что якобы шейх Мансур боялся в эту сторону смотреть, плакал там и так далее и тому подобное. Вот такую ересь рассказывают некоторые нордийцы, пишут. Ну, по крайней мере, что мог написать Дубровин, который являлся царским офицером, ну, генералом, писарем, без разницы, кем бы он ни был. Так что будем брать Дубровин 3 части. Огромная благодарность. Я начал смотреть, но здесь в основном про чеченцев очень мало, здесь западное. Дубровин очень много пишет о адыгах, вот войне с адыгами. Ну, частично там затрагивается наш народ, поэтому вот трехтомник у нас есть. Если что, по Дубровину мы тоже можем разобрать. Новшество, что меня удивило, и мне очень интересен этот человек. Это человек Мальсагов. Он очень много разных вещей пишет. Книга написана сейчас. Это монография. Монография номер 215. В 2006 году написана она. Вот такая монография. Называется «Эры великой нации».
Ну, с ней я еще не ознакомился. Но смотрите, содержание. Эры как представитель цивилизационного мира, происхождение эров, характеристика, расселение эров, их роль и образование великих народов, эры как прямые потомки Ноя, их наследие, культура и традиции быта, философское изучение эров как мощное этнополитическое течение в истории и науке. 7. Значение древненахского слова «бан» или «ван», являющийся одним из ключевых эров биани и его распространение в области Евразии, подчеркивающий этнографическую сущность. 8. Антропологический лингвистический словарь терминов содержания эровских элемент и так далее. Мальсагов, Саид Хамзату и Саид Хусейн, я не знаю, но вот такая вот книга. Очень интересная, я думаю, что можно будет почитать. Это тот же самый Мальсагов, который у нас есть. Теперь у меня уже его 3 книги. Я уже чуть ли, наверное, не фанат. Есть вот такая книга «Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка в языковой системе мира». Вот такая вот книга есть. Первое издание. Есть вот такое «Происхождение», последнее издание. И вот теперь «Эра великой нации». Так что огромная благодарность брату, который привез мне эти книги. Первая книга очень удивила меня. Вы можете сказать, вот какое дело, вот если ты не занимаешься чеченским, вот он ингуш, это ингушское, и дела нету. Могут сказать многие. Да, я согласен был бы с вами полностью, коли это было бы так. Но дело в том, что Мальсагов, как и сам пишет в своих работах, увидели Нои, о потомках Нои, эров, вот такие вот документы, непосредственно касающиеся напрямую с чеченцами. Вот. Потом, это мой однотеповец, очень уважаемый человек. Это биографическая хронология трудовой и творческой деятельности заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного журналиста чеченского, почетного гражданина города Грозного Ибрагима Хасмагомедовича Джабирова. Вот такой у нас есть в Шбату один. Он написал книгу, тоже, можно сказать, историческую. Вот она здесь. Различные фотографии генералов, морских адмиралов, про Брестскую крепость, про Завгаева. Ну, здесь очень много. Франция, Александр Чеченский, ну и про Лермонтова, про казачество и так далее и тому подобное. Очень интересная книга Ибрагима Даалсаэл. Ну вот она до меня дошла. Тоже с вами ознакомился. Тот, кто хорошо хочет изучать историю, новейшую историю, это вот достать ее. И вот, наконец-то, остались 3 книги. Эту книгу я обязательно, тот, кто хочет прочитать и знает, изучает историю, любит, хочет проверить и свои познания истории именно Кистин, я обязательно подарю кому-нибудь или разыграю у нас в эфире вот такую книгу. Называется она «Кистины». Написал ее Алироев и Маргашвили. Вот. Ца Аурову, уж Маргашвили, сунает ряд Иру, Мячусо. Я мелхи валает Иру вала. Вот такая хорошая книга, все про панкистское, про Кистин. Здесь очень есть интересные моменты, как история чеченцев с древних времен, древнейшая история. То есть Бачи юрт, Сержин юрт, борьба чеченцев за независимость. То есть очень интересная книга. Тот, кто изучает родную историю, у кого нет ее, очень рекомендую. Почему я ее разыгрываю? Дело в том, что такая же есть у меня. Это мой один экземпляр. Если кто-то задонатил мне книгу, если она повторяется, я обязательно кому-нибудь, тот, кто ее прочитает, тот, кто будет пользоваться им, я обязательно ее дарю или отправлю.
Или передам при встрече. Ассаламу алейкум башлам. Галгаш маол хезн сун уарствайте бау ингушетяю ошцуху эрдара. Уарствое банш латнаш нохчучуадух. Про плоскостную территорию, ну, Малгобека не было, это все знают и так. В Карабулаке я башен не видел, может, сейчас есть, но и Карабулак был нашим. Мы плавно сейчас переходим, я отвечу на твой вопрос, показав вам карту достоверную, и вы поймете, еще в 1929 году, кому принадлежали эти земли, мы вам покажем. Вот эту книгу разыграем и обязательно подарим. Эта книга точно так же, как и не такая сильная, как у Хасана Бакаева, более древняя, но здесь очень важные моменты из истории нашего народа. Вот эта книга очень рекомендует тот, кто начинает учить историю нашего народа. Это Алироев и Маргашвили. Книга называется «Кистень». И две книги, которые я был просто... Ну, Амельченко у меня была новая версия, но все равно я ее достал именно в той версии 91 года. Огромная благодарность моему брату Адаму, который доставил его. Эта книга 91 года, «Терское казачество». Здесь моменты очень многие, вы знаете, да? Насколько сильно терские казаки любили, нас не любили. Здесь вплоть до единиц, меры, города, таможни, где, на каком базаре, сколько тачек приезжало, не приезжало. Все эти моменты взаимоотношения терского казачества вместе с соседями, то есть и чеченцами, и ингушами, в этой книге описывается терское казачество. Вот такая книга у нас теперь тоже есть. Мы ее будем полностью изучать. Ну и, конечно же, книга, которая меня очень заинтересовала, и я, честно сказать, был очень разочарован. Зачитывать не буду все, что там есть. Материалы по истории, культуре народов Северного Кавказа, том 1 называется эта книга. Она больше, чем монография, вот такая. Разочарование фамилии людей, которые написали его еще в 90-х годах, я просто не понял смысла. С такими своими писателями и врагов не надо было, что ли. Но у кого есть вот эти старые книги именно о нашей истории, особенно 90-х, 80-х, 70-х годов, всплеск, когда резко начали публиковаться, если у вас есть, если вы прочитали, она просто пылится, то прошу вас отправить или выйти со мной как-нибудь на связь, касающая истории, географии, карты, что бы то ни было, касающая нас. Если вы ее задарите, я поблагодарю, если хотите, назову вашу фамилию, точнее имя, и вот так вот из той литературы, которая... Вот, Телеграм, Итак, был вопрос о том, про башни и так далее и тому подобное. Наверное, те люди, которые сейчас находятся в Телеграме, этого не услышат, но те, которые находятся в Инстаграме, я постараюсь показать вам. Да, конечно же, последние, кто поддерживал наши каналы, мы приобрели великолепную, так сказать, сейчас поставим сюда. Телеграм Чабур Чархеш Уйсо. Слышно меня? Так, связи вали, Вахцареш. Мы приобрели вот такой аппарат, чтобы было понятно. Вот с таким увеличителем, с подсветкой, чтобы было понятно, чтобы можно было видеть карту. Маленькие надписи, карты делать большого формата у меня уже, честно сказать, и финансов не хватает, и нанимать надо сперва специалиста, который очистит карту. Потом надо отдельно плату за это, зато я уже финансово это уже не вытягиваю. Те люди, которые поддерживают канал, их, как говорится, башлам тхора галга шейтайп ду
Ол цхорой ночью буйха сон. Цух вистхала Аллах резхил. Ну, то, что у нас, мы всегда знаем и называем, вы видели у меня в прямом эфире, человек, тот, который проживает в Чечне, они называют шеш цхорой ду шеш ночью ду олцар. Те, которые там проживают, я уже за них ничего говорить не смогу. Итак, друзья, это их личное дело. Давайте посмотрим за 1929 год. Эта карта достоверная, 100% оригинальная. Давайте посмотрим, вот, чтобы было видно. Чеченской. И это написал я специально, чтобы было видно. Здесь это подтверждается. 1929 год. Всем видно. Вот карта. Вот карта. Зелеными территория. Это граница чеченцев. Это вот. Я по этой карте, смотрите, чтобы было понятно. А вот Ингушетия. Я не знаю, получится ли у нас через лупу посмотреть. Так. Вот эти селения. Ничего, чтобы было видно. Вот они. Так. Сейчас я вам рукой покажу, чтобы было понятно. Так. Итак, друзья, светильник тут. И я зугаю, чувствую, шум гайтит. Смотрим. Вот граница. Вот она граница. Вот она. Вот она. Здесь это, чтобы было понятно. За Тереком это еще все земли отобраны, отданы терскому казачеству. Вот граница между Чечней и Ингушетией. Видно, да? Вот это розовое. Смотрим. Внимательно смотрим. Все, что с этой стороны, Ингушетия, все, что там, это Чечня. Карабулакская. Видно? Рядом. Троицкая. Слепцовская. Асламбековская. Это Чечня. Смотрим. Нестеровская, Чечня. Смотрим. Асиновская, это Чечня. Смотрим, дальше идет. Ачхой-Мартан. Граница от Ачхой-Мартана видно всем, да? Какое огромное расстояние. Вот идет это Фортанга. Вот эта граница. Прямо на границе. Даттых видите где? Видно, да? Вот эта граница. Мерджой. Где находится? В Чечне. Течахки, Чечня. Хайхарой, Чечня. Нижний, Чечня. Смотрим дальше. Видно, да? Все селения, вот Чечня. Вот. Единственное, что вот Ингушетия. Вот она. Вот Ингушетия. Но знаете, что мне другое интересно стало? Мне другое интересно стало, каким это образом Владикавказ находится в Осетии еще в 1929 году. Вот она, Ингушетия. И здесь где-то наше село, которое зажали, ныне находится. Вот.
Вот этот кусочек, который говорят, среди него нету никаких сел, видите? Это пустой кусочек. Вот так вот выглядела карта Чеченской и Ингушской автономной области. Вот она. Это архивный документ. Розовым специально, чтобы было видно. Розовый — это 1929 год. Хешвати? Инстаграм что, хешвати, брат? Так, раз, два, три. Телеграм чего, что, хешвуйсо? Тана хешвуй, да, что не дает. Ибраим, раз, два, три. Меня слышно, видно? Сайт Чинху. Разрешить. Чинху, хешвуйсо? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Хэшу. Ага, все тогда. Это я Хагович Дарович. Вот как вы видите, все эти села находятся на территории 1929 году, по крайней мере, документы говорят, находятся на территории Чечни. Единственное, Владикавказ находится на территории Осетии. Вот этого я думал, что они всегда говорили, что Владикавказ до 44-го наш был. Почему-то в 1929 году на карте он находится в Осетии. Ну, военный округ, Осетинский военный округ, точнее, не в Осетии в то время. Ну, факт остается фактом. Вот такая вот ситуация. Тут видно, слышно все. Аряк и нардинец. Мечаю, миротик чувялок. Вялок швык миру. Вот. Карта 1929 года. Это как раз таки считается по официальным документам, когда Сунжинский казачий округ добровольно вошел в состав, сам изъявил желание, вошел в состав Чеченской автономной области. Это вот так вот. Но карта, на карте этого всего не указано. Видать, это как раз таки после того, как вошел он, карта зафиксирована и выложена. По крайней мере, я нашел его здесь. Так, сейчас здесь написано материалы гидрологии бассейнов реки Сунжи. Карта бассейна реки Сунжи Чеченской и Ингушской автономной области. Издана по заказу Северо-Кавказского краевой ассоциации научно-исследовательского института Южным военно-топографическим отделом в 1929 году. К сожалению, дата не написана, день, месяц не написано, просто 29 год. Вот. Как раз в этом году вот эти селения, вот эти Троицкое, Вознесеновское, все они переданы как раз таки, точнее, добровольно вошли в состав Чеченской автономной области. Есть ситуация у Цигаик. Вот. Ну, давайте, задавайте вопросы. Да, кстати, ну и раз пошла такая пьянка, хорошие новости тоже нужно сообщать. Вы знаете, что мы взаимодействуем с компанией Ямагучи. Они предоставляют свою фирменную продукцию. Вот такую вашему брату подогнали. Видно, да, или не видно? Вот. За работу вот такое вот фирменное кресло. Оно не простое кресло-качалка, это вот такое вот, чтобы было понятно, это массажерное кресло. Теперь мы можем работать, делая массаж. Вот здесь для шеи, спины, ног. Вот такая вот компания Ямагучи. Вот фирменное кресло вашему брату за взаимодействие, за поддержку.
за то, что мои подписчики проявляют огромный интерес, начали закупать очень хорошо у компании фирменные какие-то собор делаешь. Так что и что Духсон хорошее, хоть что-то хорошее в конце этого года новость есть вот. Так. Если у кого-то есть запросы, я приму и отвечу на ваши вопросы. Итак, пока вы... Ассаламу алейкум, башламу алейкум, дал эхто бойлха, юхмавалах, дерес хил. Эфир я ухубах, мам. Эфир я ухубара, мам. Бик ерсю гицай. Давай, мам. Так, дерес хил юдола, ой юдурду, нахясана харцу ой гючек ой соус масоусан ой қиқицанга бошума дат харцу маис аларби. Исасичане ой соусна дух. Вот, иштунду. И кто сегодня поддержал наш канал, нас поддержали, а такие люди тоже есть. Так, брат Тимур поддержал. Так, поддержал нас Уэйс. Уэйс дал Сидуэль, дал Духуахуэль, дал Мокшмэшлиэлуэль. Уэйс, когда заходит в эфир, обязательно Щегор Оли, Цакинчки Ицел хотя бы сразу Оли донатит всегда. Саид Брюссель, ну, Саид Брюссельский, Дерес Хил, Шайдо Яйтин, вот, Ибраим Саятин, Адам Саятин. Вот сколько это получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Видишь? 5 человек прислали, 5 человек поддержали наш канал. Шудал Саадуэль, Хокбеш, Баттаха, Вайтебяна, я Даулу Шансут, Ирвул Вишвар, вот дегер дирекцион. Кабет Мараниш, до Хокбеш, Мархи Батта, Ашдает Нага, Изернашка, Соуду, Летил, Дал Саадуэль, Аш Делястул, Гона, Остала, Сун, Судах, Христианиста, Хумдатсу, но Вей Коман, Вей Бешбол, Болхан, Книгш, Карчна, Массу Хумана, هناك وصل لامب يشا قيق يتا هناك وصلت нашу Масан Дерес Хил, да, дуэл. Вот 5 человек поддержали, за что им огромное спасибо. Дерес Хил дал Сидор, был диснек эсэжка судолетил. Все. Саид Хауала, чурхал. Башлан. Буду там сама мукшты. Да, аж туда. Хаза дукканер шо эфир нагабе тахулер эфир هم ساعات эфир. Здравствуй, Хамбадик, десляй, Саид. Последний Йолчхайна. Моя работа зависит, частый эфир зависит от того, как поддерживать наш канал. Донаты дяшсагальч, кдекцагальча, так сёга, сайги. Сосайцат проблем, что ситуация, операция шети, швар, так циги хажу, цени своркой. Это чисто зависело от технических и финансовых возможностей. У меня не было, я не мог сюда направить в эту сторону. Никак не мог. Так, поддержать Ереон Тания, а лишь не свельчил, я сразу вырываю, все оставляю и пытаюсь сделать. Когда у нас халах, заметьте, 11 дней он сайт сихсихуларк, пятницу, субботу, даже неделю, каждую неделю 7 раз хулшахулар. Это когда люди помогают и поддерживают. Да, а сейчас люди не мадардейча, дука булчани, это целая арамца хуттерсо. Но и ходяш пеш бац, резко шеек банкротство кризис его насосан. Иш ат ашбут ахсуга, хейцер карта, аркарт вой голшту ахчунах яца,
هر карт распечатать, да, дойкруила того, что цеях коряца. Да и ты ношему карт, вроде размер подходит, а иншу дага, и ты на цигаха, инзгуно дук юрчу цигаха, ломаха, дука бочан, интересно его, хилил юрчинс, юрчул юрчхаш. Так, лямниш гоич, хул дука дал картниш тяха, еще лам буцу картна тя, бац тя хатлуш нахул. Так, фрагментарно еще, а увеличить дичет, ядик цаун цего, Инц яси лупа, яс луп лилу шуну, яс луп сунду лупан чуадек. А шун сегой, масала бас. Цундера, что проблем шул, а шур и дагаяр шкильча, муду, его этого программистик далой, и дац андойти. Название шум, что если размытый ла, шеца программ, что сун цацуну, пиксель, миксель, эсум штяс, баш, технарвац, технический белок, шпоя, цуха, инц ала адокка распечатать, где жаты дацун оли, халу. Так, хамадельна, реклама группе, да, группе, опять же, хорошая бумага, цветное качество, фотобумага, хума, харжери, тер, томме, дик цвет, тун, хорош, хильче, цунах, дезохул, так, пошел, дяш, хильче, и сажим дорог, охул, и цан, алдеза, а все надо, вот сейчас у нас, смотри, 1, 2, 3, 4, 5, workbar картовой, 18, 19 веков, 20 веков, и карт шадыш гошах واحد صديقتي يازي مول يتكر ترتر ويتعس он говорит это хал эфир я дон за 400 ночи юрту я док карт эти распечатать да эти на и асун хаде ла дуканери ас милона хулитар да алчан су 50 тысяч хилцуна шидукчу ше 50 на вордоя кригент ядар Но книга я чек качество я царство сутя. Да, 50 картниш я смотрю где когда ты он был где сла это что хума соена карта вещь чем древнее это так из Европы царь режим подключить бинерас царь хадоид европейский карт. Но опять же царь сурток шана фокусировка дикая и на цедича и распечатать я случайно, и те чечены элдала, я мисс Джеген дала, я кистетия элдала, и именно европейский карчти ахейна война, андийский хребет такарбош, инс андий хребет юбош улюбет керисай. Войны сюлишний укадол за рев. Вот и рев дукка, и дук яха, язина четко немч язинду, кистинский хребет. Кисто хребет юалдус. И ночью. Да. Шинкарти тябе яци, немчтин дол. А немчтин хуйгадю, хинс немч ваша, хабякина, хауса хаусна, шаш итуэна, исследователь болшара, тикчак болшара, и анди элхарисар, анди элдаязин хирмаери. Значит, в то время еще не переделали, не подделали, хакара, так лояльный боч, була, карбаби, она, дап, алхилма езера, кистуа хребет, элдаязина суте. Сохранились, шикарти бедати. Так, еще Дзурзургский ущелье, Дзурзское ущелье Кариновое, из карты, 19 век ущелье, карту и за буду кусками дусает, ца кусок, ца отдельно есть хавош кусок отдельно, и кусок есть, es программистан, выдал, цуюк ерсизный штадо, сюнги совместить дойтай, хват дойтай, тиры, таца дойтай, карт дирслурдош. Любой чун эфире хэнса ста арбана сразу хаяц кригиз масала чучугар гош хунца киечу алшеда гавен учдуй ва кир дел кедек думач. Да сразу вот хаяц. Умхар Хамзат. Книга написана 2018 год, 2018 год. Я 2012 год книга написана. В 2012 году в книге я зашла Академия наук Чечни отправила в кавычках, Академия наук, там, научно-исследовательский институт Ахреева в Ингушетию направила письмо. У меня есть документ 1, документ 2. Доказательство. Шухадуль али элла. Что самый лакар ильман шухадуль али элла. Что дехкни, цадехкин. Так, башлам, дававиш, малачук. Шук этуал официально кирт ясин, шун хаушал дилду, вайтани дистриду, алдахча, шу цадахкин дол. Сомилу. Я просто исследователь, блогер, который занимается разоблачением лжи и харслик цеду чего дега и истории юзита пропагандирует, давач масан дозит гашли шуксо. Това ват, каца приялста гибет, това висноват, троя до парфюмерии, реклам, сейчас бат, эсбаксо,
Ger kresla dela alltså inzricat väl och за последний Dela. وقت عاخلهم داتن توندر سعيد وشا سوح دوز داتي بديش كولي بديش مهلا اس افير شاستيو تسخوليت اق انسان بخيستاغو اس ايش ما قاعد تصدي ترخه احد دغير دور شيء قبعتم تصور شبعتم هين زوا اخاطر بس последний раз вош картага 2850 شيزر да, так, рожка, че, такие шумы есть, я так, когда цело, так, особо да дешь, шукай. Кео проблем шел, да, решт. Дистирк. Но хинз дар, лаха, дикни сатюса, дикни криластиш. Так, и карче, хас кята, и картам шунгин хиду, инца в хорошем качестве, чеченская автономная область Алгерии, именно Вайкартари, 1934 год. Из-за распечатать Дадиешусо, Ингушская автономная область 1900, образца 1926 года распечатать Дадиешусо, именно топографически, административно качество остючник. Не там, не эти, просто лесное хозяйство и хедеги, а именно, сейчас распечатать дина, и там тунащук, и це войсовой сарасул, Facebook чауя, Facebook чуа, ца вошу без дуче алой. Ой, вошу за сун разнесен до куешу, воковый за и бакмонте рячуй. Цунте наехадина некий Фаргиев был, шук цавы, народный депутат, дая до Европы, дая наша. Джеки Чанук, короче, Мадардич, ладно, вовкуется. Цуя зина, мунядин, никогда в жизни ни Карабулак, ни Молговек никогда в жизни не был чеченским и на секунду, а лишь примерно иштюктуется. Язина. Ихдатива, депутат парламента, кывекыл, массу видеоролик, Салам Борис Николаевич, Ельцин, Альчал, я чуи, что трибунит я. И щадал хум дольш, никогда Карабулак, Нестеровская, Сунжинская, Слепцовская не были чеченскими, был шум язин, цубер случай язин, цуй. Вот да, вала великальчу, он да ока. Шуцахилла альдуиш дуклячу. А у меня один терский казак, хаяк нери, харивод, ну терский казак шам. Ногчишкар, Петропавловка, Чуртовы, Ильиновка, Гал, Сюэльш Гал, до Лакар Алар Юртошел, Ермоловка, и щаш хаяха, Сюэльш Диа, хину Диа мялил, ногчи, Ерч хаяха, до Фельдмаршалский, Самашки, щаш хая, Гаска, Тигай, на терский казак. Ногчи чуэри, я и клином. Это карта Терской области. Ну, у тебя гуш моду, ёх кусвак. От Владикавказа и до Петропавловки, оттуда до Моздока, треугольником. Терский казаки, сейчас вахошим будет. Но это не говорит, что шудар тига. Я просто не понимаю, куда с таким маленьким количеством населения они хотят, говорят, что они граничили с кабардинцами. Не с малой кабардой. Не с малой кабардой, а именно с большой кабардой. Малый кабарда, мока. Век черкасский край. Век мобил. Век сади, он не хушту. На равнине айна бац. Иш волтuna, хаслюш набуш. На равнине шей жизни айна бац. Иш на равнине вахмат бисан. Онаха. Иш мо бисанха. Иш مو بتنها يشتمو كاتشها نظراني جيج خوشتو يهدوشنا وش خارسوشنا وشينها خوش ساو بروس دوسا انت تور تا يوتيوب چا комментарий о эйсвелосо инт шидво броус эйсвелосо ан та ерцега дексиосо и черкеск формат тут ол ас вейхилюбо ас и форм и форм Воку бора Черкесия, и название черкесского, это не значит, это босс, короче. Сокрит я больше нажал плавно, ладно. Я понял, о чем ты говоришь. Я знаю ответ на вопрос, я понял, о чем ты говоришь. Хасон, этот вопрос я сталкивался, и он меня в отдельную графу выделен, как раз Ицкарин Цакел документ. Я нашел документ этот, есть один документ, где говорится четко, эта одежда упоминается как чеченка алязин дуцтя. Не черкесская, а чеченка. Есть такой документ.
Он в оригинале, он есть. Чеченка. Но, этот документ только один экземпляр. То есть других аналогичных документов нету. И он не написан чеченцем, чтобы было понятно. Исходя из этого, хочу пояснить людям. От того, что она называется черкесской, это не обозначает, что она принадлежала только черкесам. Поясню вам почему. Потому что дело в том, что первое продвижение российской, царской России, вообще на Кавказе, оно начиналось с запада на восток. Восточная часть, то есть это имеется в виду Адыгея, Черкесия, дальше была Чечня, дальше была уже Дагестан, и вот так нужно было обойти, и заходили с двух. Сухопутными это через запад они заходили, то есть через Дон, Ростов, через Крымский полуостров, то есть самое сердце вот этих горных убыхов, натухайцев, они зашли... А? Кашли, бахас. Уже ногчу. Они с одной стороны заходят по Черному морю, заходят, там прорывают коридор, военную грузинскую дорогу они выходят, прорывают коридор на Грузию. Дальше у них уже заходили, и все, с чем они сталкивались впервые, допустим, людей в такой одежде, они начали, как она называется, само собой, адыги ее назвали по-своему, они назвали ее русские, те, которые непосредственно были ученые, записали ее как черкесская. Точно так же, как и танец лезгинка, она не принадлежит лезгинам именно. Это сегодня сказать, что это вот только наше, без каких-либо элементов, 100% чисто, это сказать могут только автохтоны. Но, опять же, автохтонные народы это кто? Лезгины автохтоны, ногчи автохтоны, адыги автохтоны. Трудно бывает, когда ты спор начинаешь, и с тобой говорят, опять же, те же самые автохтоны. Доказать, кто первый, кто использовал первый, кто это сказал, как она называется, лезгинка она называется, черкесская она называется. Ну вот, я же говорю, я нашел на карте с 18 века, там написано, буква вылита один в один на карте, написано чечен. Я сперва думал, что это чигем, но в конце н стояло. Этиха. У меня сомнения появились. Чечена, Хильча, возможно, селение они основали, в честь них Аллах Асчуквасин. И эти начинают там, тары-вары, это, раскрой свои глаза, там написано Чигем, там не Чечен. Но я говорю, послушай, Чигем мы должно быть. И там эта буква очень, карта, конечно, старая, но какая есть, если в хорошем качестве, может, было бы понятно. Ну, мне потом доказали, все, никаких проблем с этим нету. Просто мое сомнение, когда там, они говорят, что сами карту, кто написал, они ошиблись в букве Н на букву М в конце. То есть должно было быть Чигем, они написали Чечен, написали. А буква Г один в один прописной Ч похоже. Остров Чечен-Муил, Тигасан. Из-за этого непонятки были. Опять же, все, вопрос решен, пускай будет Чигем, никто не спорит. Потом этот Ландау, и вен халарду архиетсун 100% хундиетон ача вен халарду инс сюлш дехнялди вен халарду под ата печара дешло хала уж цестари халаш хожо це хожо ну да, там они вносят небольшой элемент, я с тобой согласен, но опять же, это очень сложно. Почему, Ваша, я поясню тебе. То, что мы с тобой говорим, это наша гипотеза. И эта гипотеза будет основной до тех пор, поскольку автохтоны всегда претендуют на более раннее. Я примерно поясню. Воровство женщин, умыкание невест, да, кража невест,
когда появилась у нас среди нашего народа, начали искать, обнаружили, что только с приходом монгол на Кавказ, то есть в 13 веке, только тогда это началось практиковаться и у нас. Они увидели этот обычай, его обворачивают. Это чисто тюркские обычаи. Кража невест. Это монгольские обычаи. Они воровали, как мешок, как бушлат, закрывали ее, не трогали тоже, на голову, на лошадь, и это зудьядяш, это их, понимаешь, традиция. Цундера. Освободила. Ой, сейчас. Трус. Вроде подключился. Да, и еще. Освободилась. Раз, два, три, хэшуй. Хэшуй, раз, два, три, четыре. До трафик, да, я... хэшу. Шейх Дени ва, шейх Дени. Арсанов, видите? Арсанов, шейх Дени. Мекш мацагали, зуд ядер мекш сагала. Цен бакшна дюч хазасон сон сайта. Это дуканок 80-м года дюч хазасон. Шейх ацинхач. وهدير جاجا سبو بوش ولا أبوش مو تب شون ديالو على تب شون ديالو خذ سوني خذ يدواش تقاش ويوش خذ بوش متغلي يدي да. Ну, вот, да, и вот эти моменты, они вот первую столкнулись с черкесами, их одежду, быт их заметили, назвали его непосредственно черкесской. Там с лезгинами через Каспийское море. Да, Петр I через Петропавловск, через Каспийское море освободить его от персов, пошел завоеванием, отвоевал, потом дочка Петра отдала, потом и Екатерина отобрала, и что тары-бары махлитига, духадулгум Персии, рхады андутигер, тюркские, перские, ну и под Грузией они были очень долго тоже, Дагестан, хотя сегодня, если скажешь, там, скажут, никогда этого не было, по крайней мере, карты и документы говорят, что они были и под Грузией, часть Дагестана нынешнего. Вот. Ханна. Петр Первый, там ватиш, доконори, образованный, институт яконож. Суди церкви и Петр Первый, вачач, ваэтан хал. Ну, это есть официальный документ, есть, да, то, что первые отправлены. Да, в основном ногчи хыла царц, но поддержком бален цажим гонки хыла, да, это было, это как раз таки неподалеку, где был Чеченский пролив, ныне он называется Аграханский. Это чубош, ловишь, тига, 1721 дармя чусой, или 22-й, Цухай нахилдуис, да, эта стычка была, после этого наши соседи, войчат, это айна, наши соседи пошли на поклон, одарили его очень богатыми дарами. Написано, что целовали его кафтан, после чего он их оставил, а тех всех остальных сказал, чтобы прогнали в горы дальше. И пришлось оттуда при Каспийские эти земли потихоньку уже уходить. А что у ситуация? Да, я слышал. Это документально есть.
Не, он говорил так, Саид, он говорил так, что на самом деле чеченцы должны благодарить Ермолова, поскольку столько, сколько сделал Ермолов для чеченцев, не сделал никто. Это прямые цитата Бузуртанова. И он указал, говорит, что первые библиотеки, дороги якобы и мечети сделал Ермолов, и что на самом-то деле жены Ермолова 3 штуки были не кумычками, как они записаны, а были все 3 были якобы чеченками. Это сказал Руслан Бузуртанов, зная отношения. Ну, это я уже не... Нет, я скажу честно, буквально недавно один кумыкский канал опубликовал этот документ и написал, что первой женой была якобы не кумычка, а чеченка, вторая была то ли даргинка, то ли черкеска, Дутига, 3 тоже туда, то есть не имеет отношения к кумыкам, а Дутига. Якобы это ученая дагестанская аварского происхождения, как и там, якобы она специально написала, не имея никакое на это подтверждения, вот ее фамилия, впервые якобы кумыкском происхождении жены Ермолова написала С.Ш. Гаджиева. Именно она внесла этот миф в историографию, после чего написали и так далее и тому подобное. И он написал этот пост, кем были по национальности, почему-то здесь написано 2 жены Ермолова, Сюйду и Тотай. Вот. И он описывает, что якобы одна была... Не, Тотай алязинёс. Но и это оба они... Потом я начал... Засомневался лишний раз проверить, то может на самом деле уходить. Я нашел абсолютно независимый за где-то 100 лет, 50 лет вперед до Гаджиевой источник, русский источник, который четко описывает, что жена Ермолова, все жены Ермолова были кумычками. И сам портал кумыкский пишет точно так же, говорит, что его жены были. Не знаю, один нацик появился, видать, решил нарнеец переделать. Но факт остается фактом. По последним исследованиям и данным, жены Ермолова были все 3 кумычками. Никакого отношения ни к лезгинам, ни даргинцам, ни чеченцам, ни черкесам они не имеют. По крайней мере, в истории так говорится. Вот какие браки были заключены и как были заключены браки на основе ислама, или он там себя называл то нагайцем, то калмыком называл себя. Ну, история описывает, что он был такой человек, любил приврать и рассказать о своих корнях Ермолов. Так описывается. Но факт остается, никакие 4 самые большие мечети Ермолов никогда не строил в Чечне. Это раз. Во-вторых, никакого отношения жены Ермолова не имеет. Во-первых, я проверял и женские имена. Никогда за всю историю, сколько есть у нас описано, очень десятки, тысячи чеченских имен. Среди них нету имени Тотай и нету ни одного имени Сюйду. И раз. И во-вторых, сейчас буквально в 21 веке потомки Сюйду и Тотай пошли, сделали фотографию, они захоронены в Дагестане, и они знают, чьи они корни, никаких чеченцев они не упоминают, и они никогда не были этим. Так что вот так вот. И Тотай, и Тотай, это главный убор, Тотай, цель его, и Тотай, это туком дала, и Тотай. Все может быть, все может быть. Ну да, я понял, там четко описано, Маша. Там четко хадуй штуки, 100% унки и убахцали.
Ца жуктия, ца. Гюжи, да, майган, что цаду. Ца, я наука ему отказаться, динаба, ша, уряца. Так, книги али. Цаду гюжи, чикан тани. Хлацунеш, ца, Чикан тани, да. ца, хая, ца, сагат, елла бар. Уж вот айда бар хваза стекса кыбаш. Дохчу шу сагылчар сабала цагала царцари. Бац, просто. Не, так, этот великий уважаемый историк, ученый говорит, что Японию основали, да ладно, я таких ученых великих знать не знаю, валикум ассалам. Да, еще нас... О, хирук. Нас еще поддержала наша сестра, зовут Марха, поддержка канала. Марха дал Сейду Аль-Баудис, так язычка соудолетил. Наш Хоевский Герихан поддержал нас. И Ибрагим Ше. Ибрагим Ше Дересхил дал Сейду Аль-Баудис, так язычка соудолетил. Вот уже 8 человек сегодня нас поддержало. И что радует? Не, халга Исвар. Ой, поддержать винок. Исвар. И последнего, хилил, эфиря. Итхар, что бавал арим, дахкам, цажим даже 50-100 дельче, цажим набежать турцу, но итхильче, царуштег, соизмеримо царыч, вообще целый. Ну да, по сравнению, если с ранними, это и то хорошо. Еще Марха смотрит, слушает, поддерживает, это радует. Башлам, я сегодня скинул тебе видео, где ингушский дед уверяет, что 70% чеченцев это сионисты. Войсуны, умственно больных не обращай внимания, цахальсник вюсмяцуна. Есть у нас такая плеяда некоторых, в кавычках, ученых, которые, в кавычки, не забывайте, что самое главное, кавычки, они набирают деньги, они печатают книги, они выпускают, без разницы, ересь она, не ересь, является это антинаучно или нет, публикуются, выбрасывают в сеть, а люди берут и читают. Те, кто читает, конечно же. Потом, прочитав, говорит, он клянется Аллахом и говорит, я это читал, это на книге написано. Если бы это было бы неправдой, туда не написали бы уж. И что. Вот таким образом и появляются вот эти мифы и сказки. Все. В чем поддержка канала? Магаз СССР. Ты видишь, прикреплен внизу экрана написано поддержка нашего канала, донат на развитие и продвижение нашего контента. То есть это история, это даты, культуры, лингвистика, книги, купить карты, технику. Все, кто поддерживает, кто сколько может, мы собираем, что-то покупаем и для работы используем. Вот и все. Это не миллионы долларов, это обычная стандартная работа для всех блогеров, стримеров. Да, у меня не такой, у меня особый контент. Почему? Потому что историю у нас, к сожалению, изучают и любят только тогда, когда происходит какая-то проблема или скандал с соседями, когда тебя обвинят в том, что ты не чистокровная, а полукровка, когда тебе скажут, езжай домой, чурка проклятый и так далее. Это вот, какой истории есть. А до этого времени нам желательно вот с такими губами и остальными местами пышными, молодыми, и чтобы накрасила желательно, сидела в эфире, несла пургу, там мы везде сотни тысяч сидим. А в историческом паблике это сложновато. У меня более Ибрагим Смайлер, Башлам, донат, он поддержит, дукабучар, хунсаят, сунхаумбах, хунсаят бас, Ибрагим. Вы целую дверь дацони вышли, бог дикца будера дацони ба. Просто бог качан, цахак поддержка, там уят есть. Почему у вас нет объединения на вашем канале? Я не понял, что обозначает объединение. Я этого не знаю, что ты имеешь в виду.
Это раз. Во-вторых, там есть Сберкарта, точно так же есть Альфа-карта, ВТБ-карта, все они есть. Иш Йолшатха, если Аязин Йолшаха, там у Европы Алошу. В Европе все живут на криптовалюте, криптокошелек ел, и криптокошелек Ейтин, он тоже как есть, так и висит, короче. Ничего не поменялось. Башла. Ай. Это юни ватуй ваш. Юни. Этун люш тана вас ладюря. Я, честно сказать, я с Юни перестал общаться в последнее время. Когда после Карачаевки мы перестали, он каким-то своим направлением занимался, я так что не в курсе. По его поводу мне звонил там один ингуш, начал говорить: ой, Юни, Цани, туда все освободил бас. Соцхани, Цанцавац. Я сам по себе. Все, кто хочет, может прийти на мой канал, задать вопрос, отправить запрос видео, вот на Инстаграме с видео с плюсиком. Отправил, сел передо мной, показывая свое лицо, задал вопрос, услышал ответ. Или аспичбичбуй, ажадатуя башлам. Ахока пичбятина, он ардатсон альчани. Может сделать через видео, Инстаграм. Если хочет аудио, слышно было, вот как сейчас это делает Сайд Чинхо. Заходите по ссылке в Телеграм, подписывайтесь на наш Телеграм-канал Башлам, нижний дефис 20, Алязинюшу. Заходите туда, подписывайтесь, приходят уведомления, заходите, отправляете, микрофон нажимаете, я вас принимаю, задаете аудио вопрос. Доступ Йоршу. В Ютубе пишите вопрос, вы видите, ваш вопрос вы задаете в Ютубе, его Ибрахим сразу же отправляет мне или на WhatsApp, или же я вам отвечаю в прямом эфире. В основном присылает на WhatsApp, или же отправляет сюда в Instagram. Я его зачитываю и отвечаю. У нас есть выходы, мы ведем трансляции одновременно. В данный момент ведем в ТикТоке, в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Рутубе. И площадках сейчас одновременно у нас идут трансляции. Если ты где-то там подписан, или где-то чуть раньше, или где-то чуть позже, можешь зайти и посмотреть. Но то, что нужно поддерживать канал, развивать канал, вот этого понимания у наших людей, к сожалению, нету. Да, долго, Ахай юни цан бош, и камел, хук камел дешкалей. Цан гельчет, хуба. Не, там речь о чем, знаешь, шла? Там они с ним, я не знаю, они, видать, перешли уже на личности. Я-то знаю, как они это делают. Они вырезали момент, где Юни типа говорит за всех ингушей без исключения. А я влазить в эти дела не хочу. Если в прямом эфире пришел бы ингуш и Юни, я бы дал бы им обоим нормально выступить. Причем Юни всегда, когда заходил ингуш, Юни и был я, Юни был больше на стороне даже этого ингуша, нежели чем я. Я-то более жестко относился. Юни защищал их. И зачем они его обвиняют, в чем они его там шашлычник, гарвуй, вожвуй, это Юни 5 секунд с ними сам разберется. Да. Я не знаю, какие у него личные были с ним переписки. Да, директ чували, лица даются, лички чували. Скриниш выставлять, ящи, и он осталили на, вы шли его штат, а цардина, а сунцаха, ищ ситуацию. Ассаламу алейкум, с чеченцами, черкесы, с Кабарды, цените вас, любим. У вас за ваше прошлое, скажем, будущее еще будет, иншаллах. Аллах нахчу, вей, Аллаху Акбар. Это наши братья-адыги, адыгским волкам, адыги-черкесы, кабардинцы, братья, дай Аллах вам здоровья, дай Аллах вам всего наилучшего и хорошего. Любим, ценим, уважаем тех людей, кто поддерживает реально с нами братство. Скажу честно, за все эти последние 7 лет я видел агрессию и видел позитив в процентном соотношении на всем Кавказе, Закавказье, Северный Кавказ, в общем, на всем Кавказе дружелюбнее и лучшего отношения, чем
у адыгов и лезгинов к ночи народу я не нашел. Честно вам скажу. Там больше хорошего. Не без плохого. Без всяких. Вот на первом месте стоят адыги и лезгины. Они меньше всего про чеченцев пишут гадости, меньше всего оскорбляют, больше всего пишут позитивное в братстве. И я не знаю, честно сказать, мы тоже приложили огромные усилия и в Малой Кабарде, ныне исторической Малой Кабарде, про вот эти могильные плиты, как наши ночью восстановили, поправили их. Мы находим все больше и больше во времена Кавказской войны, во времена шейха Мансура, как друг друга поддерживали. И там, очень хорошие взаимоотношения, реально очень хорошие. И точно так же с лезгинами взаимоотношения хорошие. И вот сейчас вот как раз у нас есть Айса, сейчас он, думаю, тоже выскажет вопросы по лезгинам. Мы с ним выходили на лезгинов, братьев. Они лишний раз подтвердили и сказали, что старшие их в древности нас называли Нахай, то есть Нохчи, Нахай называли нас. Никакими буртиналами, никакими чачаналами они нас не называют. Название чачанал, которое они взяли, это транскрипция нового, вот когда русские пришли, они назвали чеченцы, оттуда взяли и аварцы, и некоторые лезгины, те современные, они назвали их уже чачаналами после, а так они не называли, свое название было. Мы помним все, шейх Мансур, рахимуллах, огромная благодарность, радостно и очень лестно знать, что касается шейха Мансура, его признанием имама Кавказа, и до последнего, кто реально его не предал, не сдал, я не считаю турков, турки сдали его в Анапе, это были адыги. Последним, кто попал в плен с шейх Мансуром, раненые, контуженные в этой пороховой яме, 2 адыга и 2 чеченца, не считая шейха Мансура, 5 человек они попались. Остальные все сдались, имеется в виду, перешли и так далее. Нахский народ, нет такого народа. Нахского народа нету, это неологизм, Моша. Народ туда все входят. Чувала, Орство, разве не так? Нету, во-первых, нету нахского народа. Сам термин нахи придумал в 1928 году. Были нахчи. Нахчийский народ, туда входят, да, все, и мелхи, и эхки, и Орство, и джейлхуай, и галашкинцы, и несерхуай, все входили туда когда-то. Сайд, Айса, авистхал гад швали? Тиру Айса ба у нас, телеграм чё. Татей наш вор. Наверное, что-то не наладилось. Так. Извайт Черкес Гери Карачазерица Бусервиш Хози. В эфире хелом. Полностью эфир хелом Гамагирон Гири контент перевятен. Да, вроде бы она проектом занялась каким-то домом, да. Во, верш букуш, вообще верш букуш. Bu верш букуш, дедушка отцунах, деда утцун, верш, гергело дуцан юка. Гелцевела, и у меня чуксой, халга генасон цунцане, да, штуда дицам бош, цун шхачош. Хуят есть цунц, это дегали, аллах не сажат цунц. Мариам, ат ашер Мариам, сейсаз яш, цасурч, халх жемиолш хена, мадельолш хена, цун цасурч хаят. Үш хайвагы чуар, сон цагалгы сейнц эйерсен, харион, муни адил. Сразу эли, цун сразу ахантелотик дохкадон, цу идита дитин дуахку ялдал халха тоба дин, цу дитини,
أحاهن بيوخ حق لخ سالخينا مدليوش سوداخ толсурч тем более цунт умшю так ерзна яти в прямом смысле этого слова так цигата умадат яло гачвати сун еще яти это эфирия цухаям бдик дайла as соч эфирия надхош гош дистрла иш дقيقي умадат ал я хабок умат туда стахсуг махията соч бас соцетиешонш топ дилицу султя лахку али сахубурдо стехвай Isurç sen das kıyatçı bu itolla kıyır mı ok itolla kıyır mı itolla dok zulüm diye şu zulüm qalat вашему топ динчут яхцу топ динчут ях qalat вашу qishini inzri ito inan gamelgo qatwo tsont ediyor что hayan gamelgo чон да tsont ediyor şuşyan прямой так вот шел на Гудона, шел на Гаджипиру, на Гудона, это самое главное. Ой, Артем Мариокош, волили, что Ахчелуш, Милорис, Гуцериева, финансирует вещь. Лершул Артем, уч мадат, ой, ту дешхляри, ой, вообще хайрдол лишь мадат, хай, нох чуть-чуть, я ищу, согласен, нох чуть-чуть. هر باوی آلا ایش سخلتی تیر هوبل بخوز میله نه و باو دینا و نخچی ها بینا تیر бел вас хайпануть на мадьезе хайпануть надо и все Несер Хуай Галга тоже входили да входили магаз тоже входили Несер Хуай это вообще последний термин это в 19 веке только появились Галга чуть раньше появились вот они все входили да мы все были одним единым целым Галга это было уже общество всего лишь и не больше. Хала айсайд. Хэшвон совестил. Аш волтона Артем Хауарен дек доцек дючич. Шейца цехлом баш дишюч шейца цехл история шейца цехл умш культура истан чо dünya нелёлы умш дюч. Вой да хайр долдиш мадер. Окар хундюц, вой хай, она просто вой ночи, башни шу эле, цартиге этина хай, вой хустер. Шала, кайно ашах цанаминири, ха сунцари. Да Москва кача судилуш и короче, царцелило шуду, воцар язино кинчкш, гюжи махкабан царинил тига, вой конференция. Sen yılbaşlık da, sen yılbaşlık. Soğusaydı. Sen bir gabaya çekkiler bu. Собор дия. Им ума доцик до ница трехтомник ареали шутига представляет до сюда хольду. А миру арио. И издательский дом Сереждин Султыгов совместно с Мариам Берзашвили, совместно с Тбилисским государственным университетом Штаны дяшлук Султыгов Сережде Халавуш. Сережде самому язель да царизам, цой язенёци харсун. Это понятное дело. Те, кто стоит за ними, кто финансирует. Деньги, если есть. Во-первых, не то, что Дела, уж больше была царь Шейник дичарин, он абсолютно не тепло, не холодно, мне без разницы царь Язушник. Делга, я царь разница. Идеющий? Ну, идеющим царь. Идеющим царь, но к чему был на хвост. Дела, это у нас соцсетиешен ваша. Сай, он будет гисляй. Раскиш, шуня один деш, дуй раскиш подавать деш, церковь делаешь будешь, будь дел даться тешься. Дел духится теш, шунца теш, хайон. Сай, потому что это раскиш шей истории, реально шей истории, я. До того бог курт буцер, шей истории, я. وين يوقع الأطنش يعني ثاني وين هالقالش وش قالش بوش
и Лилош Беша, я глубоко убежден, это люди, которые ангажированы, которые политически заинтересованы. ويلقى عبيتنا لاتيت ويتعصقليت ويجرجلوش أعتصدليت царь Бог дяш, царь шакал шуй, царь шестерк шуй, мат бячу, сикафан шуй, и щук, кылмаят. Вот и все. Ишь, хама, что хочешь, гадок. Так. Way ikinci yazıcı. İnsan ikinci kan yazıyor. 10 сотворот, Ой, раз кадита, в первую очередь, сынок чуборбар сакет. А вора на вас. Üç şey ga iş sistemi ya çokçar. Çergala verlasi. Değil dualık. Çer minister MOD yo vakı beş bu. Ser sol tunça boş. Way çer hun sol koynar. Да, царь, оба, ага, они это как объяснили? Сейчас только больше шубах, сейчас квестин, что президент даватин, шел ник давах кару, я знаю, почему он это говорит. Сюекса алита, и заскринит тен, сурмуаттах, да ятин, хулилова, что арзудуй, и шахшама ярелва. Инцакиет мяч, тхобач мадай, تو ده مدحی تو هری وجی از با دهم تو ده نو تو تای مخدر تانی لارم бук баз. Но шум куется баз. Вот ах уже он понял, что я его раскрутил. Так довольно ла хуняды. Рамза освободи ба освободи. Рамза нахля цюе гумамадиц. Хабар шуй? Цюнче канал дон. Цюнче пресс-служба он. Кедек дон. Цюн гази? Хайдан нешут. Амел газири хаусер дуэ. هوني حقيري نشو قيري نشو منيادي يبقى تحتي شيء زود بقيتين تتعي تعيرا ديرا يحقيتي يحشو شو هم انساني هودي يتصدوا أسال изначально حويك حاوي أنا حويك больше льючу стегуй человек который тебе начинает рассказывать о мужестве, о героизме, о том, что ты такой, что они такие аристократы всегда были, есть. А вот вы туда-сюда, ты скажи изначально, прежде чем говорить об этих высокопарных словах, имей мужество написать свою фамилию, имя, отчество на аватарке, а не писать там француженка, притворяются грузинами, пишет, брат Ингуш, я тебя люблю, мунядин. Грузинка там находится, она пишет ему на грузинском. Софика был, что, чуаюсь. И чую, цуаязё, аругюрджи вахаж. جواب تصدق ليش شو الكيجو ولا شيء هذا واخر وي لولر وشو قوي مال بوزيعك оказывается притворяться да что церу шебуш и поэтому что далило что суму штат есть ситуация что не все конечно так но есть и такие яш бич харслюш нахбуша шен кенваш летваш бу та мадалича голги تيك تغلي دوكو например غلي حلحش غلي تا هو أصلا إذا تايت نش دوش غلي تا تايت نش خلدات чисто غلي بوش وردا دو تايت نش نوكشي تايت نش تقعد سيچو بلا غلا بلا إذا غاكي بلا عبيتن فوز أوروي بلا إيش مدرديجي تسوى واحدة قدين وي نوكشي تايت نش توي إيش بوك ويقومن مدرديج بالي بويل إنح بوك أغلق حاطس سموخين غلقنا داعش خيطة قدك دو تاكن يالدلو أوش بوك سغلقي وو تايبان غلاي وو وعليكم السلام Фриман Кривказ, валикум салам. Оставим виду, за эти 7 лет я встречал очень много разных людей, Саид. Я встречал людей, которые притворялись арстхоевцами, притворялись мелхистинцами, грузинами, дагестанцами, просто нас, чтобы между собой перессорить. Ну, и ахкие гадили, которые сразу меняли. Настолько они тупые, они не знают, что когда они меняют, если я сохранил у себя,
Если они меняют аватарку, что она автоматически меняется просто. Название меняется. А адрес, IP-адрес остается одним и тем же. И цауш. Сейчас название хица, бьеху маязина, чарха, чуба, люхиц, махиц, и бьеху маязина, кич, крепа, лехтер, думач будешь. Интернет это такая вещь, которую, конечно, сегодня никаких проблем нету, по сути. А сюда, аш веча, все жгало, ашу. С этой башламью, с этой экспорту. Да, кстати, вопрос по этому. Я обещал, что отвечу. Откуда такое большое количество экспорту в Моздокском районе, Алцахаттар, Дарсвик, Униадин, это говорит о том, что нет. Поймите, я хочу, чтобы вы понимали. Во-первых, там делегация поехала от Чечни, а другие были там, которые проживали. Еще Цанахайна, Чург юртар, Айли юртар, Лахной рир, Дабан был экспорту, что Дюлк юрта Дабан был экспорту, что Уаховчин, разные меткишка Уаховчин сега. Шей деба, так уж хибаш духабат сега. Моздокский район, yok baş yok mettik mayati. O gali yolda hayat qiyam mayati mettik. Так, цыгавол 20-30 так, погоду менять я шумдаться, это не считая тех, которые там приехали с Владикавказа. Если 3 полные семьи, где 10-15 род, уже махет, 200-300 стык. Ничего такого нету, живут, пускай живут. Мазалки адуqa бол hayasons enosh hayatsash moynoqchi bu. Самый курц enosh hayatsash. Son xushtiga ayash bu zapravchi yash prishnoqchi bu mazalka. Nis bu daban hayat. Хо гали чуцали я чамялык. Итак, подходим к последнему вопросу. Вопрос встречи блогеров. Я в начале эфира обещал, что поговорим об этом. Многие прислали мне вырезки, прислали, что я думаю, что я считаю, почему меня не было на этой встрече. Были и такие вопросы, что якобы там собрались блогеры, раз ты блогер, ты должен был быть там. Во-первых, я не должен быть там, не обязательно. Бывает возможность сесть или нету. Во-вторых, я хожу на встречи, если она мне, грубо говоря, если мне там приходит приглашение, говорят, если люди знают, что там будут говорить об истории, географии, занимающиеся люди этим мероприятием, наверное, бы позвали меня. И туда позвали именно тот контент, который должен был прислать. И алхамдулилlah, что меня там не было. Я слышал выступление Магомеда Даудова. Дейрис Хилцун великолепно высказался. Это мы говорили у себя в эфире 1000 раз. То, что показывают больных людей, чеченцев, Асхаб Бурсага Хулейли, да Гештуал Умар Бошвик Хулейли, да Вон Ахмад Хулейли, Карчтуал Хум, Бойка Хулейли, и Карчтуал Хум, Чо Нохчик Оман, и Айстаж, да Дикдатсис. Сактал Гейтер Дикдатс, Дал Кан Леш, Дина Хадюза, Хачур, Кирам Буихум. Сюда это сумна ворву вез. Нельзя не смеяться над больными, над даунами, с синдромом Дауна или синдромом Туретта. Нельзя над этими детьми или людьми взрослыми смеяться. Почему? Потому что, к сожалению, получается так. Это как и обнаженку раскидывать. Почему? Потому что вы говорите, Арседуата улли руса шичу хашичхель шуду и хаварада и вала худу. Кана при первом косяке, вздоре с чеченцами, они присылают и говорят, вот такие ваши все женщины. А это и ваша мать, и наша мать. Понимаете? Так, таду, слово за это можно убить. Это и ваши сестры, и мои сестры. Это не идет персонально на одного человека. Их упреками присылают нам, блогерам, как представители чеченского народа. Якобы вы не можете остановить своих женщин, якобы вы не можете остановить своих этих, Так, хаяашхут, хаалхунцаву. А вина чья? Вина именно наших мужчин. Хаджи, да, возможно, хаджи,
دايس يعني تتعش عن تقول لي أزوجون حاجة عجيب عياء أنا منير عياء нет всему свету расскажу дай аид потом возникает проблема. Я вам клянусь Всевышним Аллахом, валлахи, биллахи, таллахи, за эти 7 лет وي фильтрационный лагерь تعيتر ويجرينان وي фильтрационный палаточный лагерь تيجا мялхалил от мялбарцар от 13 до 60 лет. Ладуешь? От 13 до 60 лет. Дай сай мял уаш бюйтер, кидек дейтер, суинзи дейтер, цара мял дейтер, да вон скриды, шай, яқын, гигабайтами уаяқын юшун. В том числе с қан, ха-ха-о, дейтер дат, цо шигер дүйт, и питане, валлахи, биллахи, таллахи дат, цана, я ғылғычынс, я сүй цан дейтер дома дат. Цажүкті чүнсту, и газа ақча әт еддел. Қи, сома сердца, забриву, машриву, сасанца проблема есть. Но когда уже переходит на твою национальность, на твоих женщин, на твою родину, я про религию вообще молчу, тогда кто-то должен отвечать. Потому что когда мы не отвечаем, получается, что мы терпилы, и все, что про нас говорит, это правда. Вот как это получается. И рано или поздно, пока не найдет коса на камень, они будут. Потом цамуца уиру и чу хида. Вы не поверите, были ли в 20 веке такие инциденты? Были. Чувяхки, ногчи бушун. И документально подтверждено ногчи чу услетен вирвин. После депортации цавян чултя. Там целая миру дейц. Лула аж больше. И таких случаев очень много. Только когда ты начинаешь изучать историю, ты столько всего находишь, чего бы не хотелось бы находить. Понимаешь? Депортация, дегверсон, танец, писалерсо, таранувай махка автохтонна аштолвай, охчур, вай эрдош, выселение. И не издать выселение, депортация. Не хасон, выселение, насильственный хасон, депортация, геноцид, но и вот ахка, воша, бесла, саид, вот ауи аш. Так, он хор, что дуаша, незнание закона не освобождает от ответственности ошунду. Хацананц ахауч, ишт камел дич сокитер вархах. Но он ха махай. Он дойше дуи, суна хаи. Уйчарам он умадир дат, масала бас. Авай мастри мялбу ладуеш аш. Зиедетит. Он даче и он жгол шахтуи. تدوي دحوي تالو وآمل غدا نقصر سبته إذا روسيسكي تريكلور يوحى بيتي أحوني هادن يشوكوشي تأكدو سعدك وترعبين بول تمواشي دال ديغل بالش دال غازل قوبل دوالسي المصير تسام تخواتين وول مشجيشونك بحاستيح إبايرقي بايرق مشجيشون بحاستيح وبايرقي нарисовано триколор Советская Байраки Хуразицу Саши. Модердич историю очень имел российский юха из голландского. وحمو 250 лет царь хватин Байрак хватин ляч мو да غزموانك. Сон до университета авуш. Бувайсер сайти цавяна олимпийский чемпион и цу хал ابن Байрак нохчи Байрак ятсон ай виш яц وي нохчи Россия кела дуай. Субъект биятвой. Суахлай беден российский вырок йодер. Из модердич историю очень имел российский юха из голландский онкан я якнул. Но не суть и даться стючтек. И встречать версу студенч мидл шусакоча хож искусственные. Первый метик якн. Нет в мире аналогов такого, чтобы сделал то, что сделал Бувайсер Сайти. То студент, что тхай ногче ищет, тхай дях изолилендер. И он дольше и халгавал
Dünya dagaytin der khazkhiyech o khayk diye erlik da dina surt tahqin haruq ashwichu başlan. Bu der asam i haq ya ja'ar alat el ja'ar alo tadar asam. سقومن سرزية ديشاني هق شو ثاني صح عيني حالي دو أتمنى نزرعني خي نخشي شو توان بيت هنخشي شو عيني حالي هنخور در خود وان بوي هنتأخي وشو كلوني بيتجينا سو شنت أنا تعلمت وانوات سو سيت أخلا دماغ شاشة غلا كوندا دماغ توندرة أسبوع خدو ويش تسويش وجي هردوي وجدوي انت اسيايا رولك شو قاسين ابرك زير مخلات ات شو اقون ابراهيم هاوان سندودين بشلام دايق يزال سيوكات تتاچ دوخ رولك دايق كيتو هرولك يمونيا انا باس ابراهيم سقيتا سقيدا حدود تاع سون وشو يتمرم دالغاشلز دقنا سناني الجتازيه تاع ورسو تيمور مصر ايش ريو بسلام سرقان وعد عن سازيدا حنتيش ميدات ال شدوك نظر ترتو تو دايقنه هوندا چا случиш yol der ишта и далук чун питан далук швегуй и ролик азина яти قيتو انا بو شغل чума дати гайзан до и чулани иниз но все равно лахун хан доглаш миру ханак вас миру حقومن истории мархалан сагатяш мен милу эштон дуд ак унядриш биеши сачва немецкий флагю сун допустим немецкий футбольная команда самый дикник хе дуньяда масала бас Аргентин хетер сон зуюк а Месси юма ала жукт юма хина тоно бизан белла из Германии би признавать яшват но яцкой сула амле архлей сборная нохчучу яцкин судьевой Россия юка хавай почти ват عشان فوتبوليست ويتو يقولي شوات يقولي تعيط شغال شي سموات يحوش عش так حلقه سينوخشي هم حلقه شو تي بيش يازن بوغا واسو نوخشي شو يازن اعديكم شي بي حنوخشي شي يازو شوات توني هذا وزو شاتوندو احال يازن تامو ميلو غان يچوك راس يازن последний имам Кавказа Алибек Хаджи Зандакский Ишт Язин Волдер Язина Аси. Ты возвышаешь, он же не последний, у меня после него еще были сюли, ба. Сахубарбу сюли штаны, ба, ас. Сахубарбу сюли ши, китауни адин гли, тачикин дез гли, сабар, бац. Я сюли ши, он киш, мне это, черт твоей матери, не надо. Сун вешлик, сай ногчи был. Вот. А ونخر محمد لايت نور محمد حلقة أعداء كتير اليازن در مهتسونه هالحقيقة شو حلقة إفيري وشيرا تعمو دايتين الأخش поддержки محمد داساد والبوديسنك إزرش كاسود ولتيل ما دايتين ألو شو ألسو أخش إذا لا داتي بيش دايتنا تاسون سوغة تقاتشي ترى دايتين بخص ألفا بانك проверить ВТБ проверить Сбербанк карту еще проверить криминальник дуса Т-банк проверить أنا بيتي عدات تدل أنا دايتين сообщение أنا он дايتين ألو تدل داتي чисто подколы говорят Ой, реза сосвились собалбас, кечат собалбас. Меня интересует только моя история. Наиб он национальный герой, он хороший ли он плохой, но я пишу о своих. Меня это не касается. Вот порой, по крайней мере, наши люди вот так меня удивляют, вот такими вопросами. Так, и вопрос от брата Чечня, очень активный. Наш брат и пишет: Башлам, ты бы знал, что они творят в мире спорта, бах. На этих пабликах, притворяясь чеченцами, бах, оскорбляют другие народы, пользуясь знаниями нашего языка. Дал кэлюэль ихум лилош, мялочун. Халнохшикам ци керчит гаш, шолок дает гаш, мялишвик. Дал халак борюш.
Где ты жил с 94 по 2000? Рустам Райнерс с 1993 года по сегодняшний день я жил у себя на родине, дома. Тебя устраивает этот ответ? У себя дома я был. А где был ты? Я не знаю. И дела нету, честно сказать. Но я тебе скажу одно. Диа, тамех да сур саундух, диавик санохчиву, сиявик санохчиву, хомилу сунцаха. Вот я тебе отвечу на твой вопрос. Я не политикой здесь занимаюсь. После боя Армяна Цурикяна и Мехди, нашего бойца, лично ловил в публикациях наших соседей, которые жестко оскорбляли их народ, а те отвечали оскорблением чеченцам народа, а те молчали и радовались, ведь не они. Но тот, кто этим занимается, поверь мне, в судный день, насколько я знаю, там есть хадис, который специально стравливает людей. У них это очень страшные грехи, просто страшнейшие. Хотя людям, поклоняющимся каменному, какой Бог может быть? Их оскорбляют в ответ. Ну, я сказал про них. Нохчиш сан приходу сун гиндацба. Цонгшанде, а приход сатваре, удиандарон. То есть нельзя смеяться над нордийцами. Над нордийцами смеяться можно. Потому что мы их предупреждаем и говорим, уберите, ложь уберите, уберите 3-е, 10-е, тогда мы о вас говорить не будем. Но они снова и снова врут, тогда, выставляя саркастичным образом, мы показываем их ложь. Башлам, киздаря, мабу, фамилия, шнохчи, штайпан, ёш, умки, он хазни, духчо хаз, хаса юртабу. Гизла рабу духчоха хилдорш нохчи духчодух бойз дер бойз чеш онки ду цер муат черчерне бека бяш мелдика хайон цер муатха турки муатха гаск вайкоман хокка проблем яхти меттиш аму это ну вай худу вай даалар дук дал губах هيل دي قال مجزم سقوط تروات اما حي واتشو دين احوط ايه ازوي كاش بيع عملتك جوج غزجوا وي الى قال يشو اص никогда в жизни хейценят единственный болек дич it's erz problem хулдера башлам асы считающая гора ачхана эльбрус олсо башлам ол эльбрус ол қи и то 6 да хундер башлам дуаш раскошик алцало ат им трудно это. А Эльбрус они быстро запоминали по Кавказу. Ищ цундертельнахи. Не знаю, почему не Казбек, но они Эльбрус называли. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. ВВВ Башлам. Шарвай. Шах. Лац Макезиг. Хую. Шарваш. Лац Макезиг. Ю. Контент. Материал хайок шарош те кошер вежри as кинч иесери тербиятся холса этмоше сейшайдик иец ешу иеца соборди сихмово шикра шлятия азин шаро шлятия азин дан васант хва шлятия зорю ой бал бяштушун джим ашун ханер чане а ты где жил с 94-го по 2002? Башлам фемпи нохчи бу феппи бац веппи бу веппи нохчи бу феппи голы бу нохчи мата веппи бу иш нохчи бу. Так, и здесь вопрос. Ибрахим, есть вопросы? Присылай через, если есть, кажется, я на все ответил вопросы. Если есть еще, но еще так скажу, я заметил тенденцию, в последнее время начали присылать перепосты некоторые осетинские паблики, они тоже начали эти карты опровергать и писать, как мы ставить крестики и говорить, что это ложь и неправда. Не знаю, насколько это, ну, по крайней мере, 3-4 человека прислали мне такие
То есть они указывают, меня вечно говорили, почему ты указываешь только свою, другое не показываешь. Дело в том, что я показываю только свою территорию, свою границу. Отношения между осетинами и ингушами это отдельно. Не мое дело туда влазить, сами разберутся. Они меня не звали в качестве адвоката. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Акинцы, чеченцы? Нет. Акинцы не чеченцы и никогда не были. Акинцы чистые ногчи. Ногчи коман тунюк аккай буй, акмерзи тахие, воккалы тахие, үша, боже милый, квазланик бисту. Зингали тахие, шамел беш, цен ногчи бук аккай. Аккай, акмерзи тахие, воккалы тахие, зингали тахие, шамел беш. Üç sen nokçu bu. Hırla bu guttar boş bu. Bu sulба bu ногчи bu. Башлам, к сожалению, замечаю у нашей молодежи презренное отношение к всем на свете, кроме нашей нации, и по пустякам готовы оскорблять чужие народы из-за мелочи. Ну, я скажу так, это было бы хорошо, Чечня 11, если бы они хотя бы знали бы свою историю. Но по сути они не знают и своей истории. Вот это очень оскорбительно и унизительно. Понимаешь? Почему? Потому что если я начну спрашивать у них по истории, элементарные простые вещи даже, они засыпятся. Чтобы перед другими у нас хорошая история, мы знаем взаимоотношения со своими соседями, с великими государствами, империями. Чтобы такие разговоры вести, ты должен хотя бы хоть краткий курс пройти, изучать, послушать, почитать, посмотреть, что говорят взрослые дяденьки. А просто заниматься бузуртановщиной, абадиевщиной, танзиловщиной и нарницевщиной. Я услышал там, мой 70-й прадед рассказал, это уже два штации. Хылды ярвай, хахбой, хылды ярвай, дух ярена. Хылды ярвай, да, шиезанта явлю, сунайта хылды ярвай, я за нас. Но, к сожалению, я еще выезжать туда не выезжал. Но в Урал, все-таки, да, там вроде бы сейчас работают над башенным комплексом. Хылды ярвай, дух тойпту, ногчи тейпту. Пока я там не был, но قش دوشتل طيب دوی عینک دوی خونخوب شتل قش دوشتل طيب тебе сени говоризм адвитор а так вы даун ваха хлеро хлаца я зулюшум сих мало че информации хумела аяит мой хаусаду обработать ее я за ее чу кусарю цаун дитардачу так нет. Сурхо. От души дал эту была Сурхо задонатил, Сурхо. Обещ тебе было кабет мархи церх дал саду адай так будешь так израшка соду летим. Масар она остал мелачан дерез хилшу. Будешь так израшка соду летим. И дух доци, дух дуидаци, это самогати. Дух вайзанга это он шпоси ван хоштушун. Каждый, как говорится, жим-жим, оштур, юцарю. Так, цаши, бадик дич, дух исцеляция, и при книгу, дик-дик-ниш, а есиш. Ну, механ зане, режим это он шхильчане. Цены очень кусаются. Ну ничего, мне сейчас важно карты. Карта это мое все. Башлам, я скажу коротко. Ахмат, сила, шеф, чемпион. Правильно скажешь. Молодец, Цуков, Узбек. Правильно скажешь. Ну, в основном речь, когда идет не о политических каких-то баталиях, об истории. Люди думают, что когда ты такие слова говоришь, я такими вещами пытаюсь не заниматься.
Тяхцатвует, Юмуш Сайнахи. История, история. Занимайся историей, культурой, географией. Ахоман Пайдяндагди. Это самое главное. Ты сам кто по нации? Нохчи умер Ахчвонсуя, Тимур. Он сам Нохчва. Задавайте вопрос. Или отправляйте запрос видео, аудио. Мы в доступе. Вот тут, когда ты в эфире, у тебя много, ты можешь задать вопрос, зайти, написать. Вот никто ничего не делает. Только ты выключишь, они начинают тебе присылать такие вопросы в личку. Вы мужество набраться, хотя бы сюда зайдите, напишите, отправьте. Ладно, Шепа Дикаев. Так, пошла. Как понять, эти ты говоришь ногчи, а эти голова? Разве не все тейпы, живущие в Ингушетии, чеченские, кроме известных инородных? Хороший вопрос. Но, чтобы было понятно, есть тейпы, которые, Шепа, они издревле являются ногчи тейпами, которых сейчас из-за территориального соотношения их просто-напросто добавили к Ингушетии. Вот. Есть тейпы, которые являются ингушами. Ну, пофамильно я говорю. Там в чем проблема? Когда ты называешь когда ты начинаешь называть когда ты начинаешь называть всех подряд Войнов Чуду Альчер, это правильно с точки зрения истории. Тут с тобой не поспоришь, Шепа. На 1000000% ты решил с самобичеванием заняться. Когда ты всех вместе называешь, люди сейчас уже поглотили всю эту энергию негативную, и они уже не хотят. Хотя они душой понимают, у нас один общий отец, что буквально недавно они откололись, 200-300 лет, это небольшой промежуток, стали себя назвать отдельными. Есть те, кто это воспринимает, а есть те, кто это не воспринимает. И те люди, которые услышали эти негатив, грязь про наш народ, то, что никто, даже русские не посмели про нас такое говорить, они говорят, что точно от кого угодно могли появиться, но точно не от нас. Почему? Потому что а то, что ты говоришь, это с точки зрения древней истории, это абсолютно верно. Одни корни, один народ, все они являются одним народом. Но это не популярная история, так сказать. Вот. И я на самом деле раньше был, да, Шепа. Ну а потом, да, Гаштар Хасан Бакаев, по крови, происхождению, по культуре мы один народ, по идее, 99%. Но ментально мы уже абсолютно разные. Со всем моим уважением, Шепа, с твоим жизненным опытом ты прекрасно знаешь, как бы мы их не любили, как бы мы их не подтягивали, ментально за эти 250 лет они думают иначе, нежели чем мы. Не все, конечно же. Поэтому тебе приходится говорить, швейриш пац. Ну, такова, если не хочешь называться твоим именем твоего народа, так, худи двадцать. Я не знаю. Поэтому приходится вот так политкорректно делить нас, чтобы и хороших не отдавать. Видишь, там заходит один, говорит, эхка ногчи будет. Представь себе. Мы заходили, Азамат, когда приходил ко мне в гости, были люди, которые заходили и говорили, нихлай ногчи будет, хаквай ногчи будет, у меня отбельная ногчи будет. Такие вопросы задавали люди. А это позор. Это позор. Больше люди знают мифы и предания, нежели чем реальные истории.
То есть они готовы признать, что Шем, Арбуала, они согласны. Почему-то Шем для них это Сирия. Шем, Ари, они не понимают, что это все междуречье Тигра, Ефрата и так далее. Там. Нет, нет, они вот Шем это Сирия. Они с этим готовы. Ну а как же Нахчеван? Как же пророк Ной, алейхиссалам? Столько прямых доказательств. Армянская география об этом говорит. Грузины об этом говорят. Турки сейчас начали об этом говорить. Куда эти доказательства, которые намного сильнее? И тут выбирай, как говорится. Это вы, старшее поколение, монстры. Вы реально монстры. Вы до сих пор за последний кусок истины можете глотку порвать. А эти проходимцы молодые, что сейчас делают? Если Чечня молодой, не говорю, в Чуацаприях может быть 10 человек. Молодежь, можно сказать. Остальные все 200-300 человек. Вообще, бахтанишь хрбуху. Неинтересно. А завтра они проснутся в чужих. И возвращаясь к этому вопросу, который прошел съезд блогеров. С чем я согласен, не согласен, а ситуация Иркаса. Великолепное выступление Магомеда Даудова. Про больных я вообще молчу, то, что показывать. Но то, что девушка чеченская не может себе этого позволить. И мужчина не может себе этого позволить. Вы понимаете, вы имел хаз-контент, бойсхар, вы онхва, кидиш, вы чукиш, пейдбац. Как элет хачаях. Дягдоч, вахдач. Гуш хатач, слан гуш. Чуип стечкини вален, заборюш абош, халуюши, и удайс куши, сокиет эт сумнах, что дук дахаш. Ну, изна, дахой, си создахкой, дин транслирует на целый народ. Это уходит уже от чувства юмора, переходит грани они, переходит на личности они. إيش زودري بلا إيش ديوش خزدا سجير بلا حداق أزمان حوج يعني ودعي يعيشون دلا دعي اسمه قواس العويش ينقع جرجل وأعز وديريو تسأله يقال هم دي حد سيعت وش عمل شواتها أتاك بس ما تخيل ودليك شرط ما تري ما يعتا هني هذا الحشيش وري ماك وري حشيش سونس ليش نخق سي شيء شوي سي جرجش ناخذ Сердце даже непонятно, шутка. Удачи. Они где-то у кого-то мать из соседнего региона. А мы по матери не судим, по отцу. Но они нет, они хотят. Вот из-за того, что цель на дикю, канос дикю, они не понимают, что инусан и хайк алделаг, инус дилу езер, и буар шаквалаг, ши цунцинда ночи уйцаатсан. А шейна дикер олцан. معي دي هنا دين قام ميشادو خاصونه ده قام дю самоц конкретные люди есть конкретные люди конкретно отвечающие за это, поэтому сейчас нужно жестко наказывать Ирицу. Дарба дуалис. Теперь я понял, почему меня не было в этом зале, потому что я не занимаюсь этим контентом. Хахумшух вчера, да, аптяшки, ну задумайся. Адук я дейли дуаш дейл, он цханохчи юй, цинда вот юсрамаят, дейл дух юсрамаят. Аллаху акбар юсрамаят. Шун цахак. Вейсер хазуд бештош, дунья нямет тикбат. Ишмалица юй са юсраят споне. Ша упрямо асёлхил ша идихол саяла. Değil da ya, bunun şey yok melhulu. Şey kerter çerzel o hagiç, daha o sağ var. Dokçu çinse demedi. Şey dik duatta çünkü yani alır herder yüseriyet ve marita yüz. Am düser dua surt da ana. Yuvasun çuşan döstaha. Var diye khimal diye. Mamal diye. İkhimi o şwa usta ladua mekşmada bismillah. No, عصور شكوش خير على الدنيا مادو عربواش مثلا على شكوش خير على ولا يز هون سيخر لي لردوي ولا يز ساعة جين دو سرداسون ساعة شيت أدو سرداسون همير وش جسرياتون نو مسيرك أي جلي لاجين شوش
تتقل دين تقيل واشتوش مير واش قوشر واتشون أعمل تشو إيتر مع إزر صورت قواصحة إز قلين واقلين يوتشونا يدقق تقينوش تولشونا شيشو دقق تقينوش دق يزون شيشو كورماش يعني تنو عيالو غايش خلومش دينجي دي قام تانوت جيمونش خينا ساعتين كتير سوني ويزي يا عاوزاش ساعة خزو عيالي تقع خي عيوت تقعش خز نش برا حسن شان سوسا نش برا علي داير زين داير غرقي سوني داينا خز نش بو حسن نش بو بخشوني داين это все может быть цаду сердочдать Хакаров, кто бы что ни говорил, они наговаривают на чеченцев, наговаривают на ингушей. Хисан мари хаюаш, логи бут нохчишк. Бауаш вениш бу, шей беш, я шей оши мари ваш ашмухла. И чихать они не хотели. Ни на Бузуртанова, ни на кого. Вопрос не в этом. Здесь не о простых людях речь идет. Речь идет об этих писаках, которые ездят везде и рассказывают вот эту ложь. Рожденные, выношенные в чужих животах, и дин каман му дуа. Вот аловинуа. Кам дита тайпан му эрдуй. Тайп дита фамилия му эрдуай. Зачем такие вещи делать? Поэтому, чтобы вот этого всего не было, пресекать, наказывать своевременно, я надеюсь, отлов перейдут к реальным наказаниям. К реальным наказаниям. Закрытие контента, чтобы не позорили наш бархи, мохи, инкшхи, сархи, 200 роз, таландаладел, 50-60 тысяч долларов, мусорки чукуш, контент снять юбош, исраф лилдари, и нас носис. Зыл кабируш была. قال حبيش حونا حليل وريوش والله دار حون يازين دلاه خلص عشان غوشي ديز داي حمص على هاي داش دلامز داي وقت ولا غوري ولا واسع مثلا ты ингуши отдельный народ или как? Нохчи это нохчи, ингуши это ингуши. Но когда-то мы были единым народом. Сейчас я так скажу. Я дома... Александр Дюма сказал, оскорбляя коня, ты оскорбляешь и всадника. Зри в корень. К. Прутков. Абсолютно согласен с тобой. Абсолютно согласен. Так и бывает. Но многие наши, к сожалению, не понимают этого. Они думают, меня не оскорбляют, мой тейп не оскорбляют, мое село не оскорбляет, это меня не касается больше. А это идиотизм. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. За душу. Айса. Айса. Айса, та напасть у меня отсюда. Ва алейкум ассалам, Джигит 0507. Так, один задает мне вопрос и спрашивает. Сколько? Так. Сейчас я тебе скажу. صورة вообще хэшват. Хотя да и чубош ашворсом. Прерывается, да еще сумно, отдельные слова, звуки только проходят. А Инстаграм чували, чучу, а я и так запрос. Инстаграм чу, а тума хаврав, да. Хотя хатра чу. Хотя хатра чула. Давай. Так, сейчас я скажу. Так. Арби задонатил. Ассалам алейкум. Арби. Ва алейкум ассалам. Перевод от Магомеда с С.
с Т-банка у меня списали. Хакачон, без разницы. Т-банка дега уэн доштушун, Сбер те дошиг уэн душун. Башлам альтига, я зиндуй шадиг уэн хадоштушун, самогатти, дерес хилда духта дуэн. Раз, два, три, 6, 8, 9, 10 человек задонатили. 10 человек сегодня поддержали наш стрим. И это хорошо. И это хорошо. В эфире нас, сейчас я вам скажу, статистика показывает. Статистика, вот мы в эфире с 10 часов, сейчас 12. В эфире нас было 387 человек. Чуш, Аруш, 380 человек. Неплохо. Да, и по статистическим данным, которые Ибраим присылает время от времени, мы уже в течение полумесяца набираем 1 миллион просмотров. Так что да, вот я Беркат Юэль. Это полмесяца в Ютубе. В Инстаграме Поповаг Махил. Пока 1,5 200 000 в месяц просмотров наших видеороликов. Так что это очень хорошие показатели. Это благодаря тем людям, которые поддерживают наш канал, смотрят, лайкают. Чем больше вы лайкаете, чем больше вы там напишите 2-3 слова, больше людей это видят, распространяется, знают нашу историю, культуру, наши традиции, а это может сыграть большим катализатором для будущего положительном отношении нашего народа. Так что пишите, лайкайте, приглашайте. Хохкаранты, дьяволи, подписаться, где VPN нахватен. Чуальчани, колокольчик, это айчани. Башлам с эфир моя, сразу гурдошун эйрдушу. Многие мне начинают рассказывать, о, сахауш моуля, шишуал, ютуб, чё. Я и сейчас, и мы не останавливались с Ибраимом. С 2018 года Ютубе, с 2013 года с Инстаграма бесперерывно соучду, чего балгаш, хадовшту. Вот. По этой тематике с 18 года, а так по разным тематикам с 13 с Инстаграм. Башлам, когда чеченцы стали мусульманами, какой век? Говорят, что с 7 века. Я не буду вам говорить, что с 7 века, это не подтвердилось. Скажу так, по достоверным источникам, которые есть у нас, проникновение ислама по документам Дикбашунус. Проникновение ислама считается 9-10 век. С 10 века начала восточная часть Чечни уже принимать ислам. Про 7-8 век эти вещи я прошу мне не рассказывайте, если у вас нет подтверждающего фактора. Ролик, который распространяется на чеченском языке сейчас в последнее время, сюна бухбац. У меня учатся много ребят, которые, я знаю, взрослые, учатся в Медине, учатся в Аляскаре. Я спрашиваю, я им отправляю, это не подтверждается. А говорит людям, что ашбичбек пичбусун халхи, тем более дейр динсдор хумач о халду. И вот аха ас-сабах. Я не говорю, что в 7 или 8 веке или в 9 веке не было ни одного чеченца, который принял ислам. Может, был один, может, было 2. Но я говорю конкретно о статистике. Поэтому, что в 7 веке у нас было огромное количество, нет. 9-10 век подтверждается и по мечетям, и по арабской письменности, и по проникновению и использованию арабских серебряных и монет и так далее и тому подобное. Так что это подтверждается. Вот. А то, что шейх Тинанвис, шейх Мансур, они возрождали ислам, это немножко другое. Не надо говорить, вот он принес нам ислам. Среди наших людей есть те, которые нам принес Тамерлан. Они принимали ислам, и якобы Тамерлан оставлял их в живых. Есть такие люди. Вот. Ну, верить или нет, это ваше дело. У меня возникает вопрос. Тогда не проще ему было напугать всех чеченцев, заставить их насильно принять ислам, а не лазить по горам, уничтожая всех и вся, что есть живое. Ну и так далее и тому подобное. Что касается предателей, кто перешел на сторону Тамерлана или Золотой Орды,
во всех легендах, мифах одним из самых страшнейших грехов, позором для мужчины и даже для женщины считалось предательство и доносительство. Страшнее вот этих двух грехов не было никакого греха с точки зрения морально-нравственного отношения. Так говорит Кодекс чести Конхола, Нохчева. Дальнейшая трансформация и принятием ислама, конечно, многие вещи изменились там. Я не знаю, там есть какие-то подкатегории что-либо. Но самым страшным грехом было уже предательство, стукачество, и все они, и в том числе не сдержал слова, каралось смертью. Никаких отговорок, но почему? Хорошо, Айса, хорошо. Пока связь хорошая, Давай. Анхитек Аллах söyledi Ага. İroşu Budisen Allah unser şey хилил бауят. Ага. В общем, и то я чего-то, это вот бас. То есть, ну, такая, как арочная. И тут я уральский знак Каримба. И хилишел, что... Дуде! Ты знаешь, что вот этот петроглиф, Айса, Хазилсон, вот эти петроглифы, которые есть на нашей территории, которые 500-600 пошел, из этих петроглифов им по 3,5, по 5000 лет. 5000 лет петроглифам, которые на наших башнях. Ну, это понятно, шумеры и Ахватшевич, Урарту, это не такое уж и далекое, как мы считаем, грубо говоря. До нашей эры Маду из-за 5000 лет, это... Багдон, я тебе говорю, конечно. Связь подтверждает. Конечно, да, никаких сомнений нету. Это вот у нас подтверждения были лингвистические. Вот. Сейчас непосредственно уже, я не знаю, как они называются по рисункам. Точно так же я смотрел, как же строили урартийцы башенные комплексы. Урартийцев, которые в горах делали. Они фактически один в один совпадают с нашими. Единственное одно. У них не было кубизма. У нас они больше в кубизме сделаны. То есть квадратные. Айса, хотел? Да, это удобно. Вот. А у них они были более круглой формы. Такие, как у лезгинов. У лезгинов были круглые башенные комплексы. У леков, наших младших братьев. Но почему приняли форму мы квадратной, они оставили, это уже другой вопрос. Я к чему это все говорю? Рано или поздно, когда начнут находить, вот сейчас нужно будет по ДНК проверить, если они найдут образец скелета периода уральского, сдадут ДНК, и если на ДНК, вот как Аланы подтвердили с нами, то никаких с этим вопросов нет. Но опять же, Джамизаев Саламу в его своих работах, он четко утверждает, что среди нас есть часть кемерийцев тоже. Есть аларойцы, кемерийцы есть среди нас, скифы есть, сарматы есть. Так, это большой класс. Сейчас появился еще один, но это вообще какой-то фантазер. Начал говорить, что акация это тоже часть чеченского типа. Другой начал рассказывать, что метанийцы это тоже чеченцы. Но я в эти вещи уже, по мне, это уже перебор. Сомнения, да? Конечно, ну так, Айса, так посудить ты можешь назвать любой Кеттов, хаттов, всех можешь сказать, все они ночью борешь, все, и Аллах поэтому бати,
у них разные языки, у них разная культура. Ну, по генетике, вот генетика объясняет, что при смешании разных народов рождалась новая нация, новый народ рождался. То есть при смешании несколько народов, да, вот из древности, условно говоря, рождался более умный, там, более продвинутый и так далее. И так далее. Это есть Но опять же, как грузинские ученые утверждают, видишь, как они говорят, дзурзуками изначально был, говорит, старший сын Кавказа. Один из сильных, говорит, и все, кто попал под влияние, они сохранили это название. Это говорит о чем? Это говорит, там могло быть там Таргамасы, Дзурзукасы, там, допустим, примерно бар, да? Кистасы, и так далее, Нухба, и так далее, и тому подобное. Но сильный был Дзурзук. И все попали под его влияние, и все стали народом дзурзуков. Видел? Вот и все. Некши газ квалдалар мундува тейпнишука. Отец уехал, некий кулцу, цунах уже, цунек и шиваш валатар, цара газ кул эцтейпан. И все, пошло-поехало. Дробление. Но опять же, я думаю, что это делалось только для соблюдения священных правил, чтобы между собой не женились. В основе своей, по нашим традициям, категорически запрещено жениться на родственницах. Да, поэтому 7 колен это, извини меня, плюс-минус 175 лет. 7 колен. Если мы даже по российской классификации будем считать его. Иштундук. Так, говорят, история Вайнахов упрятана. Не знаю, Магаз, я историю Вайнахов не знаю такую историю. Наверное, где-то упрятанная, наверное, есть такой народ Вайнахи, я таких не знаю. Итак, уважаемые друзья, прошу прощения, мне надо сейчас выпить, раз уже щилу чувствовать яшу. Мне нужно сейчас выпить горячий чай. Я на связи, да, завтра, иншаллах, мы останемся, если живыми, если мне контора не вызовет, там у меня есть старшой, Чепа его зовут. Если он не вызовет, я не знаю, завтра сделаем, возможно, эфир, если получится. Но хотелось бы еще раз пояснить. Всем огромная благодарность моим братьям и сестре одной, которые сегодня поддержали нас, написали комментарии, лайкнули, поддержали финансово, Шундерес, Хилобеща, Мархи Бахтаха, Мархи Кабетюк, Санбат Раджа Бахтаха, да, классно, она осталась, да, Сидуэр, Буддистик, Эзершка, Судуртил. Всем моим братьям с Ютуба и отсюда, и оттуда, Телеграм, Фейсбук, всем огромная благодарность. Моему лысому брату с Германии огромная благодарность. Вот. И Ибраим, да, Духуа Хуэль, да, Мукшмя Шли Хуэль, всегда можешь на меня рассчитывать. По крайней мере, вы садик хадухом фактически. Всем вам огромная благодарность, всем, кто сегодня культурно провел время с нами. Завтра мы будем обсуждать уже конкретно по тематике. Я уже интересные моменты некоторые для вас доработаю, и вы уже ознакомитесь с ними, выскажите свое мнение. Я вам буду приводить только документы. Там уже вам решать. Если вдруг будет завтра, посмотрим, постараемся. Если и будет, оно будет или в 9, или в 10 часов вечера. Масумаш Альбюс Даудек Алиовил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я на связи. Пишите в директ, пишите в Инстаграм, мой связи от души. Пишите.